Уважаемые коллеги, добрый день. Как слышно, как видно? Пожалуйста, если слышно, поставьте плюсик. Если видно и слышно, поставьте 2 плюсика. Угу. Видна ли вам презентация? Угу. Замечательно. Коллеги, я просила в начале каждого представиться. Кто еще этого не сделал, пожалуйста, обозначьте в чате ваше фамилия, имя, отчество и организацию, которую вы представляете. У нас должно быть 23 слушателя. Видимо, еще пока не все подошли. Будем надеяться, что в процессе нашей работы они к нам присоединятся. Угу. Угу. Так, замечательно. Угу. Так, мы рады приветствовать всех, кто пришел сегодня на нашу программу и хочет узнать секреты успешной заявки на грант или как получить грант, освоить пошаговую схему действий. Но прежде чем мы начнем постигать секреты успешной заявки на грант, я предлагаю вам в чате ответить на вопросы. Итак, вопрос первый, уважаемые коллеги. Приходилось ли вам писать заявки на гранты? Ставим цифру 1 и плюс либо минус. Цифра 1 и плюс, если писали заявки, минус, если заявки не писали. Угу. Так. Угу. Есть опыт уже у коллег написания заявок. Замечательно. Ну, есть и те, кто еще пока заявки не писал. Ну, пока большинство опытных уже грантозаявителей. Так. Угу. Кто еще не обозначился, пожалуйста, догоняйте нас. Так, хорошо. То есть опыт написания в основном у большинства есть. Хорошо. Тогда перейдем ко второму вопросу. Успешен ли был этот опыт? То есть была ли ваша заявка одобрена? Так. Хорошо, ждем результата. Угу. У кого-то плюс, у кого-то минус. Угу. Так. Хорошо, коллеги. Кто еще писал заявки, но была она одобрена или нет, обозначьте, пожалуйста, под цифрой 2. Угу. Так, у кого-то уже достаточно большой опыт, да, что-то было одобрено, что-то нет. Хорошо. Ну, а теперь давайте перейдем к третьему вопросу. Что же, на ваш взгляд, является самым сложным при подготовке заявки на грант? Что для вас было самым сложным? Или как вы думаете, если еще пока не писали, что является самым сложным? Так, хорошо, смету отмечают коллеги. Оформление документов. А вот что именно в оформлении документов является самым сложным? Так, смета вижу. Угу. Еще, пожалуйста, коллеги. Подумайте, проанализируйте. Возможно, вы знаете, почему ваша заявка была отклонена. Так, постановка цели. Да, это тоже очень важный момент, о котором мы с вами будем говорить уже сегодня. Смета. Угу. Да, конечно, все мы с вами не финансисты, не большие специалисты в финансовых вопросах, но тем не менее готовить сметы тоже надо уметь, и об этом тоже мы с вами будем говорить. Постановка целей и задач, да, это сложно. Марина Николаевна, у вас что-то получилось не по-русски. Раскладочку переключите, пожалуйста. Так, смета и задачи. Угу.
Так, нехватка времени. Ну, это да, это всегда у нас такое бывает. Часто пишем и можем даже не успеть вовремя заявку отправить. И все наши усилия остаются неоцененными. Обоснование проблемы, ожидаемый результат. Да, тоже возникают с этим проблемы, бывает такое. Угу, хорошо. А может быть, у кого-то есть уже тот главный секрет, который вы считаете вот самым важным, да, при подготовке успешной заявки? То есть без чего невозможно подготовить заявку так, чтобы она была одобрена. Какой-то секрет. Секрет успешной заявки. Веские причины для заявки. Так, еще. Что еще, на ваш взгляд, является секретом успеха заявки? Без чего ваша заявка не может быть одобрена, или без чего вы не сможете свою заявку грамотно сформулировать. Так, грант должен основываться на грамотной поэтапности его обоснования. Так, хорошо. Это тоже очень важный секрет. Угу. Так, да, трудности с составлением финансовых документов у большинства у нас возникают. Да? Прогноз количества охватываемого контингента. Так, да. Установка проблемы. Угу. Угу. Итак, анализируем свой опыт, что самое трудное и какой главный секрет успешной заявки. Так, ну, мне кажется, что все уже, кто должен быть сейчас уже с нами. Все к нам присоединились. Итак, мы начинаем обсуждение секретов успешной заявки на грант. Угу. Так, вот Марина Николаевна нам пишет, что основным критерием успеха, да, является инновационность проекта, актуальность его для региона, для организации. Да, это очень важный момент. Конечно, нужно понимать, да, в чем актуальность вашего проекта для вашей образовательной организации и для региона в целом. Итак, мы с вами будем работать над 6 основными темами в процессе нашего курса. Сегодня мы разберем 3 темы, и завтра еще 2 темы. 6-я тема для самостоятельного изучения. Но давайте, прежде чем перейдем непосредственно к содержанию нашего курса, поговорим о том, как будет организовываться самостоятельная работа 18 июня. Она будет обязательно для тех коллег, кто заявился на курсы повышения квалификации, кто планирует получить по итогам удостоверения повышения квалификации. Во вкладочке «Вопросы» у нас лежит ссылочка на Google форму. Сейчас я переключусь на демонстрацию рабочего стола, и мы с вами ее посмотрим. Итак, вот такая Google форма. Проектирование заявки на грант – это ваше домашнее задание, ваша самостоятельная работа, которую вы выполняете 18 июня.
вам нужно будет в эту форму результаты вашей работы вставить. То есть адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество, ваша организация, ваша должность, имеется или не имеется опыт написания заявок на грант, перечислить конкурсы на гранты, в которых вы принимали участие, если принимали, и два варианта. Если у вас есть готовая заявка, то вы можете выполнять второй вариант. Вы ее анализируете, вносите при необходимости изменения в соответствии с теми знаниями, которые получите в ходе нашего курса, да, в течение сегодняшнего и завтрашнего дня. И нужно будет сформировать файл с описанием фрагмента концепции заявки. То есть это обоснование проблемы, это цель, задачи, методы вида работ, ожидаемые результаты. И сюда его загрузить, нажав на кнопочку «Добавить файл». Либо, если у вас нет готовых заявок, и вы раньше этим не занимались, вы можете изучить конкурсную документацию по предложенной ссылке, проработать ее и сформировать файл с описанием фрагмента концепции выполнения работ, обоснование темы проекта, программы инновационной деятельности, состав работы, ожидаемые результаты. Вот такое задание для тех, кто планирует получить удостоверение повышения квалификации и оплатил соответствующую сумму. Это задание обязательно. Для всех остальных оно по желанию. Если вы хотите, вы можете потренироваться и проработать данную конкурсную документацию. Так, коллеги, есть ли вопросы по самостоятельной работе на 18 июня? Если вопросы есть, можете обозначить в чате, либо во вкладочке «Вопросы». Прежде всего, это задание для тех, кто записался на курсы повышения квалификации с выдачей удостоверения. Вопросов нет, все понятно, хорошо. Я думаю, что в процессе нашей с вами работы станет еще более все понятно, и я думаю, что вы с этим заданием успешно справитесь. Так, я переключаюсь обратно на презентацию. Итак, наша тема первая. Грант и заявка на грант. Что же такое грант, что такое заявка на грант, что он в себя включает? Ну, как правило, под грантом чаще всего понимается вид субсидий, который предоставляется юридическим лицам, либо физическим лицом, другому юридическому или физическому лицу. Как правило, это осуществляется на конкурсной основе. А для чего этот вид субсидий выделяется? Для того, чтобы грантополучатель выполнил какие-то конкретные проекты, либо также можно получить гранты для образования. Ну, в любом случае грант выделяется в виде определенной денежной суммы. Гранты обязательно предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основах. Они могут предоставляться российскими физическими лицами, некоммерческими организациями, а также они могут предоставляться иностранными и международными организациями и объединениями. В соответствии с российским законодательством гранты выделяются на осуществление конкретных программ в области образования, искусства, культуры, науки, физической культуры и спорта. Но обратите внимание, да, если мы говорим о грантах в области спорта, то здесь идет исключение в рамках профессионального спорта. Также гранты могут выделяться на осуществление программ в области охраны здоровья, охраны окружающей среды, защиты прав и свобод человека и гражданина, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. Также гранты могут выделяться на программу социального обслуживания малоимущих и социально незащищенных категорий граждан. Но в любом случае гранты предоставляются на тех условиях, которые определяет грантодатель. И обязательное условие – это предоставление грантодателю отчета о целевом использовании гранта. Поэтому вот очень важный момент, да, это грамотно составленный отчет о том, что вы действительно средства гранта потратили на те цели, на которые он выделялся. Что же такое заявка на грант? С одной стороны, заявка на грант – это документ, который описывает план для достижения некоторого набора целей и задач в течение определенного промежутка времени в соответствии с требованиями грантодателя. А с другой стороны, заявка на грант – это просьба или предложение о денежной поддержке какого-либо вида деятельности, направленного на достижение установленных целей, на выполнение ряда мероприятий и задач, ведущих к определенному результату. Так, ну, тут в чате появился вопрос по поводу презентации. Презентация и видеозапись будет направлена тем, кто заявился на курсы повышения квалификации и соответствующую сумму оплатил с выдачей удостоверения. Все остальные
у нас как слушатели присутствуют, поэтому какие-то моменты лучше записывать. Либо можете делать скриншоты с экрана. Подсказочку такую даю. Ну, в любом случае, когда мы говорим о заявке на грант, то предполагаем, что это тщательно подготовленный документ. В этом документе, во-первых, излагаются потребности людей и предлагаются решения серьезных общественных проблем. В заявке на грант в деталях описываются те причины, по которым организации нужна финансовая поддержка. Да? Зачем вам нужны финансы? Эти причины вы описываете. Описывается проблема, описывается цель, описываются уникальные методы, с помощью которых вы хотите решить эту проблему и стремитесь сделать это лучше, чем другие организации, которые на грант заявляются. В заявке на гранте обязательно прописывается детальный план реализации данной деятельности, и бюджет представляет собой подробное разъяснение расходов, необходимых организации для выполнения проекта. Также в заявку могут быть приложены документации, письма поддержки в виде приложений, которые подтверждают надежность вашей организации и заинтересованность бенефициариев в результатах проекта. Кто может выдавать гранты? Ну, как правило, это государственные фонды и программы, то есть те организации, которые используют государственные бюджетные средства для предоставления грантов. Как правило, такие организации предлагают очень четкое описание программ и подробную форму заявки. Чаще всего мы с вами именно с такими грантодателями и встречаемся, да, в лице, например, Министерства просвещения Российской Федерации. Также гранты могут выдавать частные фонды. Они используют средства, которые формируются за счет процентов с оборота капитала, либо этот капитал оставляется отдельными богатыми людьми или даже семьями. И в-третьих, это могут быть корпоративные фонды, которые организуются фирмами для поддержки начинаний, соответствующих профилю компании. Да, например, гранты выдает Лукойл, да, гранты выдают зарубежные компании, и можно также поучаствовать в реализации проблем, соответствующих этим фондам. Но в любом случае мы должны учитывать при выборе фонда определенные параметры. Прежде всего, это, конечно, направление финансирования, то есть те наиболее общие области деятельности, которые соответствуют деятельности фонда. Да, это могут быть такие направления, как наука, экология, охрана природы, это может быть какие-то демократические реформы, средства массовой информации, культура, искусство и так далее. Да? Но мы с вами чаще всего, наверное, будем заявляться на гранты в области науки, да, может быть, культуры, искусства. Далее мы должны учитывать при выборе фонда виды деятельности, то есть те мероприятия, которые фонд готов финансировать в рамках приоритетных направлений. Да? Иногда организации, грантодатели выдают гранты на конкретные виды деятельности, например, на проведение конференций, семинаров, тренингов, либо на проведение исследований, это могут быть полевые исследования, лаборатории, это могут быть экспедиции, либо это может быть специальный грант на подготовку изданий, либо грант на обучение, на строительство и так далее. Да? То есть вот это тоже важно учитывать при выборе фонда. А также, конечно, это статьи расходов. То есть то, на что можно потратить деньги гранта. Часто это в заявке прописывается в конкурсной документации, либо грант можно потратить на оплату труда, налоги и начисления на оплату труда. Может быть, это командировочные транспортные расходы. Некоторые гранты предполагают, что возможна оплата аренды помещений, связи, издательских расходов и непрямых накладных административных расходов и так далее. Нужно очень внимательно читать конкурсную документацию, чтобы определить, да, на какие статьи расходов могут быть потрачены деньги. Иногда четко бывает написано, что средства гранта не могут быть потрачены на оплату труда. И тогда нужно думать, да, каким образом будет оплачиваться труд тех, кто реализует проект. Ну и, конечно, еще один важный параметр, который мы учитываем при выборе фонда, это география интересов фонда. То есть те регионы, в которых фонд финансирует какие-либо начинания. Если это ваш регион, то мы можем с этим грантом поработать. Коллеги, есть ли вопросы
по этой части? Вот те, кто уже участвовал в грантовой деятельности, с какими организациями вы взаимодействовали в качестве грантодателя? С Лукойлом взаимодействовала Ольга Владимировна, замечательно. У Марины Николаевны тоже есть опыт взаимодействия с Лукойлом. Хорошо. Угу. Управление образования, да, и Лукойл Коми. Так, Анжелика Перевина. Добрый город Петербург. Это что значит? Какая-то организация, да, некоммерческая в Петербурге? Фонд, да? Хорошо. Замечательно. Так, еще с какими организациями взаимодействовали? Наверное, с Министерством просвещения писали заявки на конкурсы, проводимые Министерством просвещения или ранее Министерством образования и науки Российской Федерации. Фонд поддержки детей в ТСЖ. Хорошо. Так, да, он действительно Министерство просвещения. Угу. Так, хорошо. Мы с вами переходим к нашей второй теме. Поговорим об этапах работы над заявкой. Если так, Рыбаков фонд еще у нас появился, Ирина Николаевна, есть у вас такой опыт взаимодействия, замечательно. Министерство просвещения в рамках проекта «Молодые профессионалы», да, конечно. Многие организации у нас писали гранты в рамках этого проекта. Заявки писали. И особенно радует, что получили поддержку. Так, хорошо. Ну, а мы с вами переходим к обсуждению этапов работы над заявкой. Ну и давайте обсудим вопрос, с чего, на ваш взгляд, необходимо начинать подготовку заявки. Вот если у вас есть опыт работы над заявками, вы наверняка уже об этом знаете, можете другим коллегам, кто еще такого опыта не имеет, посоветовать. А те, кто еще такого опыта не имеет, вы можете предположить, да, с чего нужно начинать подготовку заявки. Так, вот Ольга Владимировна рекомендует с постановки целей и задач начинать. Еще. Так, коллеги, с чего нам необходимо начинать подготовку заявки? Какой будет первый шаг, который вы должны сделать? Определение проблемы, проблема и актуальность, хорошо. Проблематика. Угу. Цель. Угу. Направление, хорошо. Так, еще какие есть предложения по поводу того, с чего начать подготовку заявки? Вот пока среди предложенных вами вариантов нет того главного варианта. Угу. Вот все, что вы написали, это делается после самого первого шага. А что же будет самым первым шагом? Так, команда появилась, это замечательно. Но это тоже еще не первый шаг. О, Наталья Робертовна ознакомиться с положением. Замечательно. Угу. Ирина Николаевна, да, решение об участии. Так, замечательно. Вот мы вышли с вами на первый шаг. Давайте посмотрим основную схему алгоритма работы над заявкой. Итак, первый шаг – это анализ конкурсной документации.
если она имеется. Это может быть конкурсная документация, это может быть положение о конкурсе, как пишет Наталья Робертовна. Это может быть еще какой-то документ, да, это могут быть требования фонда, о которых вот мы ранее говорили. То есть мы сначала анализируем документацию. Что нужно представить в заявке. Далее, второй шаг, верно вы отметили, это анализ ситуации и формулирование проектной идеи. Третий шаг, очень важный, о котором Марина Николаевна говорила, это подбор команды, которая будет разрабатывать проект. И вот только после этого, да, мы можем уже непосредственно приступать к подготовке самой заявки, в которой мы будем прописывать и цель, и проблему, и задачи будем конкретизировать и так далее. Да? То есть вот это будет только четвертый шаг. А все предыдущее – это подготовка к тому, чтобы начать формировать непосредственно уже текст заявки, работать над текстом заявки. Далее очень важный шаг – это редактирование первой черновой версии. И шестой шаг, о котором некоторые забывают при подготовке конкурсной документации, это оценка конкурентоспособности заявки. Как работать на каждом из этих шагов, вот об этом сейчас мы с вами поговорим. Итак, есть вот такие рекомендации, с чего нам надо начинать. На первом шаге работы над заявкой очень важно записывать все идеи, да, потому что иногда даже самые абсурдные идеи могут оказаться теми идеями, которые будут наиболее жизнеспособными, которые мы в своей заявке трансформируем, и они лягут в основу, например, методов, да, которые мы будем реализовывать. Очень важно подробно описать проект. Тщательно распределить время работы над проектом и над заявкой, да, то есть поставить себе четкие сроки временные. Как правило, Министерство просвещения, Министерство образования и науки дает 1 месяц, да, со дня объявления конкурса до даты, последней даты принятия заявок. Да, поэтому вот за этот краткий срок необходимо проработать проект и учесть время на то, чтобы заявку доставить адресату. Очень ясно нужно сформулировать цели и задачи вашего проекта. Также важный момент – это подумать о том, как вы будете оценивать результаты вашего проекта. Также важно рассчитать затраты на персонал, на материалы и оборудование. Вот вы уже отмечали, да, что большая проблема – это составление сметы. Ну и, конечно, очень важно продумать состав команды, которая будет работать над проектом, которая будет работать над заявкой, да, и затем уже которая будет работать над реализацией проекта. И грамотно распределить роли между участниками команды. Нужно помнить, что основа хорошего проекта – это умелое планирование. Что нужно и чего нельзя делать, чтобы выиграть грант? Ну, прежде всего, нужно просмотреть страницу фонда или той организации, которая финансирует вашу заявку в интернете. Да, эту страничку просмотреть для того, чтобы ознакомиться с информацией о политике присуждения грантов. Нужно выяснить, какие направления исследований являются приоритетными, да, то есть изучить практику работы других организаций в этих направлениях и, конечно, очень тщательно следовать предложениям и комментариям рецензентов, да, по корректировке, когда заявка на грант вернется для доработки, если это возможно. Да, не все организации такую возможность дают. Отклонена, значит отклонена, и все, уже ничего сделать нельзя. Чего нельзя делать, когда вы работаете над заявкой на грант? Нельзя обещать проект мирового масштаба, что всем будет хорошо. Да? То есть нужно очень четко определить категорию бенефициариев, то есть те люди, для кого вы разрабатываете мероприятие своего проекта. Нельзя нагружать заявку длительным историческим экскурсом вообще избыточной информации, то есть все должно быть коротко и ясно. Во многих пакетах конкурсной документации идут ограничения по количеству страниц на концепцию заявки, да, поэтому не стоит слишком много писать, но с другой стороны необходимо все самое важное указать. И, конечно, нельзя отсылать заявку без ее тщательной ревизии. Очень часто заявка отклоняется еще на этапе технической экспертизы. То есть заявке не хватает каких-то документов, либо не хватает каких-то подписей, либо заявку подписывают не те люди, которые должны ее подписать в соответствии с конкурсной документацией.
То есть очень важно, да, все тщательно проверить перед тем, как вы заявку отправляете. Итак, мы сказали, что первый шаг – это анализ конкурсной документации или анализ ситуации. Этот шаг включает в себя ответы на несколько вопросов, да, поиск ответов на несколько вопросов. Первый вопрос – это кто? Да, то есть прежде всего мы должны изучить организацию, которая выдает нам грант, и с другой стороны мы должны определить свое собственное место. Кто, какую организацию представляете вы, какова цель деятельности вашей организации как грантополучателя, каков ваш опыт, ваши знания и ресурсы. Проанализировать. Можете ли вы вообще с этой заявкой справиться? Хватит ли вам ресурсов, либо, может быть, надо будет привлекать соисполнителей. Второй вопрос. Для кого? Для кого вы будете свой проект реализовывать? То есть мы должны описать бенефициаров или благополучателей, то есть представить себе ту категорию людей, жизнь которых в результате реализации вашего проекта улучшится. Это могут быть педагоги, да, это могут быть граждане, это могут быть дети, да, определенных категорий. То есть это вы определяете непосредственно, для кого ваш проект будет улучшать условия жизни, деятельности, профессиональной, может быть, деятельности. Третий вопрос очень важный. Почему? Почему этой группе людей необходим ваш проект? Да? То есть вы должны выявить проблему этих людей, проблему бенефициариев, либо выделить те внешние препятствующие, тормозящие факторы, которые оказывают негативное воздействие. Следующий вопрос. Что хочет сделать? То есть что хочет сделать ваша организация для того, чтобы вот эту проблему бенефициариев решить? Чтобы снизить негативное воздействие этих факторов, либо их вообще ликвидировать. Ну, то есть какие конкретные шаги по решению проблемы вы хотите сделать. Следующий вопрос. Как? То есть как вы будете это делать, как вы будете решать проблему, с помощью каких способов, с помощью каких методов. Очень важный вопрос, что произойдет в результате. То есть вы должны для себя сформулировать конкретные показатели того, что в результате решения проблемы жизнь бенефициариев улучшилась. Что конкретно в этой жизни улучшилось и как это произойдет. Как это можно выразить количественно. Ну и важный вопрос, сколько денег или сколько ресурсов вам для этого будет необходимо. Здесь нужно продумать конкретные статьи расходов. О чем мы с вами должны помнить для того, чтобы увеличить свои шансы на получение гранта? Ну, это очень важный момент, как мы уже отмечали, это необходимо следовать инструкции по составлению заявки, поскольку любое отклонение от нее приведет к отказу еще до рассмотрения заявки рецензента, да, то есть, как мы говорим, на этапе технической экспертизы. То есть очень важно в тех заявках, в той конкурсной документации, которую предлагает, например, Министерство просвещения Российской Федерации, там, как правило, содержатся методические рекомендации по составлению заявки. Очень важно этих рекомендаций придерживаться. Часто пишут конкретные формулировки, которые в вашей заявке должны слово в слово повторяться. Вот. Я предлагаю сейчас посмотреть нам с вами конкретно конкурсную документацию, вот даже по той ссылке, которая у нас лежит в нашем домашнем задании. Так, сейчас я ее открою. И мы с вами посмотрим.
Так, ну, включаю демонстрацию рабочего стола. Так, появилось у нас, да, изображение. Коллеги, отметьте, видно, не видно? Документ, конкурсная документация открытого конкурса. Так, у кого-то виден, у кого-то не виден. Так, плюсик. Угу. Угу. Так, хорошо, если у кого-то не виден, попробуйте страничку обновить. Должно быть видно у всех. Итак, сейчас немножко увеличу, чтобы было видно лучше. В конкурсной документации открытый конкурс на предоставление гранта в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятий, создания сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий, содержания обучения и воспитания через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов. Это вот последний конкурс, который был объявлен Министерством просвещения. И здесь мы видим все требования к организации, какие условия являются обязательными. Как мы видим, часто просят обеспечить софинансирование мероприятий из небюджетных источников в денежной форме. И, смотрите, очень важный пункт – обеспечение софинансирования указанных мероприятий за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, на территории которого находится получатель гранта. Я проанализировала результаты конкурсного отбора. Выставлена уже документация по принятию заявок по этому конкурсу, и у многих организаций стоит минус, потому что не указано, как обеспечивается финансирование мероприятий за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. То есть когда мы с вами формируем заявку, очень важно все требования учитывать. Да? И вот поскольку нет этой информации, подтверждающей софинансирование за счет средств бюджета Республики Коми, то, соответственно, заявка была отклонена, не прошла даже техническую экспертизу и к содержательной экспертизе не допущена. Есть требования к участнику конкурсного отбора, кто может принимать участие, четкие требования, которые вы должны подтвердить соответствующими документами. Юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, не должно являться иностранным юридическим лицом, не должно являться получателем средств федерального бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами на цели, совпадающие с целями предоставления гранта, да, то есть на одно и то же направление деятельности дважды подаваться нельзя, не должно являться победителем в предыдущих конкурсных отборах. Вот это условие тоже часто прописывают. Так, и вот очень важный пункт – это требования к составу заявки, да, то есть какие документы должны быть представлены в составе заявки. Очень важно все это четко изучить и все эти документы в состав своей конкурсной заявки включить. То есть все прописано, весь пакет документов, который у вас должен быть. Прописаны требования к оформлению заявки, вплоть до размера шрифта, междустрочного интервала и полей и нумерации. Тоже очень важный момент, потому что за его несоблюдение тоже может быть заявка отклонена. Вроде бы, да, такое незначительное, казалось бы, отклонение, только оформление, размер шрифта, но тем не менее это тоже важно, поскольку вся документация должна соответствовать определенным правилам делопроизводства. Так, сейчас мы с вами немножечко пролистаем, дойдем до рекомендаций.
Представлены, как правило, образцы тех документов, которые вы должны включить в заявку. Так, вот. Приложение 5. Концепция выполнения работы. То есть что должно составлять вашу концепцию. И, как правило, в конце, вот, есть 6 приложение, это методические рекомендации по заполнению концепции. Вот очень четко необходимо следовать методическим рекомендациям. 3 раздела. Прописано 3 раздела, значит, 3 раздела в вашей заявке должны быть, в вашей концепции. Наименование разделов обозначено. Четко прописано, то есть все пункты тоже должны в вашем тексте концепции соблюдаться. Что в каждом пункте должно быть в рекомендациях описано. Вот смотрите, состав работ, да, описываются все ключевые работы по проекту, в том числе обязательны к выполнению следующие работы. То есть вот эти работы обязательно должны фигурировать в тексте вашей заявки. Кроме того, что-то дополнительно вы еще можете предложить. То есть очень четко необходимо следовать рекомендациям. Слово в слово просто копируете, вставляете и добавляете свои данные. Что собой представляет план-график? Все очень четко в документации прописано. Смета. Тоже все прописано. Квалификация экспертов. Планируемое значение результата. Дополнительные сведения. То есть очень внимательно необходимо читать конкурсную документацию. Также очень важно предоставлять убедительные доказательства того, что ваша команда специалистов достаточно квалифицирована для выполнения проекта. Но, как правило, тоже в конкурсной документации прописывается форма, да, в которой вы эти сведения о участниках проекта предоставляете. Конечно, желательно, чтобы в вашей команде были представители науки, да, желательно, чтобы это были кандидаты наук. Если будут доктора наук, это вообще замечательно будет. Это важный момент. И в приложении нужно представить те сведения, которые демонстрируют опыт участников проекта в реализации подобных проектов. То есть мы, например, предлагаем для каждого специалиста, привлекаемого к реализации проекта, резюме специалиста, в который включаем и скриншоты документов, подтверждающих их квалификацию. Допустим, если это кандидат наук, то диплом, аттестат кандидата наук, да, аттестат доцента. Для специалистов, практиков, как правило, запрашивают подтверждение того, что они имеют высшую квалификационную категорию. Да, для этого мы тоже предоставляем соответствующие документы. Либо из трудовой книжки, да, идет скриншот, либо это выписка из приказа, соответствующего присвоению квалификационной категории. И, конечно, это данные об участии коллег в конференциях, в семинарах, да, в подготовке каких-то программ и проектов в рамках того направления, на которое вы заявку пишете. Если у коллег есть публикации по данной тематике, то, конечно, это тоже желательно в резюме включать. То есть подтверждать опыт своей команды специалистов. Также, вот как мы уже говорили, да, нужно включать в текст заявки те же самые термины и выражения, которые используются в объявлении о конкурсе. Я уже говорила, слово в слово копируем, используем все то, что в заявке есть, потому что это тоже очень важный момент, на который обращает внимание конкурсная комиссия. Ну, конечно, заявка, если она очень хорошо подготовлена, она должна быть логичной и связно изложенной. Каждый предыдущий раздел должен подготавливать и иметь логический переход к последующему разделу. Ну, если мы
следуем вот той логике, которая представлена в конкурсной документации, то, как правило, все это у нас соблюдается. И заявка должна быть четко сформулированной, должна быть ясной, конкретной, логичной с первой до последней страницы. То есть меньше воды, да, больше конкретики, как мы с вами говорим. Ну, предположим, что мы с вами заявку сформировали, написали, и далее мы переходим к первому чтению нашей заявки. Очень важно проверить, несет ли та информация, которую вы представляете в своей заявке, именно ту смысловую нагрузку, которую вы в нее вкладываете. То есть проверяем, что структура текста соответствует структуре конкурсной документации, четко по пунктам, как мы с вами посмотрели. Да? Пункт 1.1 должно быть это, именно это в вашей заявке отражено. Пункт 1.2 должно быть вот то, и именно то в вашей заявке отражено. Также в заявке должна быть вся необходимая для фонда информация. Из основного текста и приложения ненужную информацию исключаем. То есть все должно быть в пределах той тематики, на которую вы заявляетесь. Объем заявки соответствует требованиям. Это тоже очень важный момент. Не должно быть превышения по объему, но в то же время слишком краткий объем. Это тоже заставляет грантодателя задуматься, неужели вам больше нечего написать. И заявка должна иметь очень понятную и логическую структуру. Проблема плюс методы, плюс ресурсы, плюс помощь фонда равно решение. Итак, проверили, внесли коррективы в свою заявку, но отправлять пока еще нельзя. Нужно провести второе чтение. Здесь мы уже работаем непосредственно с текстом заявки, да, с грамматикой, с орфографией, проверяем, выбраны ли адекватные слова и выражения, и для этого отвечаем на вопросы. Не злоупотребляете ли вы специфическими трудными для понимания терминами? Хорошо, если ваша заявка будет изложена понятным языком без излишней научности. Хотя, конечно, научность необходима, но тем не менее слишком уж сложно для понимания термина, как, например, бенефициары мы тут с вами употребляли. Да? То есть это лучше не использовать, заменить какими-то общеупотребительными словами, синонимами. Следующий вопрос, на который вы должны для себя ответить. Передают ли слова и фразы вашу личную уверенность в успешной реализации проекта? То есть нет необходимости писать заявки. Возможно, будет то-то, то-то. Слово «возможно» убираем, мы должны быть уверены в успешной реализации проекта. Пишем «будет то-то, то-то». Достигнем таких-то результатов. Столько-то процентов людей повысят, например, свою квалификацию и так далее. И есть ли возможность заменить какие-то общие слова выражениями, которые будут нести более конкретное и точное значение? И также очень важно проверить орфографию, пунктуацию и грамматику. Вот после того, как вы все это осуществили, тоже еще пока нельзя отправлять заявку, хорошо привлечь здесь специалистов, которые не участвовали в написании заявки, чтобы они так свежим взглядом посмотрели на вашу заявку и оценили ее в соответствии с следующим контрольным списком. Контрольный список включает в себя 6 основных пунктов. На данном слайде первые 3 пункта обозначены. Первый пункт – это соответствие интересам фонда, ну или той организации, которая выделяет гранты. То есть проблема должна соответствовать интересам и приоритетам фонда. При этом должны присутствовать определенные ограничения. Да? То есть мы пишем, что проект будет реализован именно в конкретном географическом регионе, в Республике Коми, в интересах именно той социальной группы, именно в тех целях и с использованием именно тех ресурсов, которым отдает предпочтение фонд. И также анализируем объем запроса,
бюджет проекта не должен превышать той суммы, которую готов выделить фонд. Вот мы видели в конкурсной документации, там по лотам идет ограничение. Да, на какой-то лот там в пределах 10 миллионов выделяется, на какой-то лот в пределах 3 миллионов. То есть мы не должны превышать сумму, которую фонд готов выделить. Ну и, как правило, слишком завышать сумму тоже нет необходимости даже в пределах той суммы, которую фонд готов выделить. То есть если выделяется 8 миллионов, нет необходимости все 8 миллионов запрашивать, да, потому что, как правило, в пределах лота может быть несколько организаций выбрано, и тогда будет складываться бюджет из сумм, выделенных каждой организации. Ну и слишком мало запрашивать тоже нельзя, потому что вам этих денег может попросту не хватить на реализацию вашего проекта. И где-то потом придется экономить, либо чаще всего на оплате труда, да, выполнять всю работу в свое рабочее время, либо еще на каких-то статьях расходов придется сэкономить. Второй пункт в контрольном списке – это необходимые компоненты. То есть смотрим, есть ли сопроводительное письмо и титульный лист, адресованы ли они конкретным людям. Во введении должно быть обозначено, что ваша организация способна успешно осуществить проект. Далее, в описании проблемы, что проблема представляется действительно серьезной, что она действительно требует безотлагательного решения и подтверждается приведенными фактами и цифрами. Цели и задачи конкретные и измеримы. Четко определено время и ресурсы, которые необходимы для их решения. Далее, следующий пункт в нашем контрольном списке – это методология. То есть оцениваем идею. Проект должен быть интересным, оригинальным, хорошо продуманным. Также очень важно обратить внимание, как будет распространяться ваша идея, как результаты проекта будут внедряться. То есть должно быть предусмотрено, что эти позитивные изменения, которые будут достигнуты благодаря проекту, будут распространяться в обществе. По отчетам. В заявке должно быть оговорено, когда и как организация будет предоставлять отчет о проделанной работе и о ее результатах. Должен быть представлен оценочный инструментарий, то есть по каким критериям будут оцениваться достигнутые результаты. Очень важный момент, на который обращается внимание оценщиками заявок, это будущее финансирование. То есть мы поясняем, каким образом будет происходить финансирование проекта в будущем. Следующий пункт, который мы оцениваем в контрольном списке, это бюджет. То есть мы должны все еще раз пересчитать, убедиться, что все расчеты нами произведены правильно арифметически, что все предполагаемые расходы учтены с учетом инфляции, что общая стоимость соответствует масштабам проекта. И очень важный момент – это объяснение к бюджету. То есть все пункты бюджета должны быть объяснены. Почему именно столько вы запрашиваете и на что конкретно вы будете эти средства расходовать. Далее это приложение оцениваем. Хорошо, если в приложении будет представлена структурная схема вашей организации, и оцениваем комплектность приложения, то есть все необходимые документы должны быть представлены. Берем нашу конкурсную документацию, прямо по пунктам галочками отмечаем. Этот пункт выполнен. Вот здесь документ есть, этот документ есть, этот документ есть. Очень важный момент, чтобы ничего не пропустить. Ну и последний пункт в контрольном списке – это общий стиль. Заявка должна быть написана доступным языком. Если мы используем все-таки специфические термины, если без них реально не обойтись, то они должны быть разъяснены. Объем должен соответствовать объему информации, заложенной в заявке. Лишних слов и фраз лучше избегать, удалить их. Логический порядок должен соблюдаться. Проблема плюс метод, плюс ресурсы, плюс поддержка фонда равно решение. Формат должен соответствовать требованиям. Внешний вид оцениваем, да, что абзацы должны быть небольшими, заголовки, подзаголовки понятны, текст набран аккуратно. Но если мы в соответствии с конкретной конкурсной документацией работаем, то все абзацы, заголовки, подзаголовки, они должны соответствовать, да, этой конкурсной документации. И аккуратность в целом. Да, в тексте должны отсутствовать грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки.
И вот только после того, как мы увидели, что наша заявка всем пунктам контрольного списка соответствует, мы можем ее направлять адресату. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы по этой части? Может быть, вы еще что-нибудь посоветуете из своего опыта? Угу. Все понятно? Это хорошо. Уважаемые коллеги, прежде чем мы перейдем к нашей следующей теме, она будет по объему у нас более серьезная, чем предыдущая, я предлагаю сделать небольшой перерыв. Давайте минут на 10. Да? Сейчас у нас без 5:12, 12:05 мы продолжим нашу работу. Сейчас можете сходить попить чаю и настроиться на следующую тему. Тема будет очень серьезная. Сейчас я ее запущу. Порядок описания и наполнения основных разделов заявки будем разбирать. Итак, коллеги, перерыв. Итак, коллеги, готовы ли продолжать? Пока у нас тут был небольшой перерывчик, я сделала для вас такой ребус. Попробуйте прочитать, что в этом ребусе спрятано. Так, появляются ответы уже. Кто еще что увидел в этом ребусе? Так, хорошо. Угу. Да, ну, конечно, ребус на нашу тему сегодняшнюю. Заявка на грант. Сейчас я в чате скину ссылочку на электронный ресурс, сервис, который позволяет создавать различные ребусы. Очень легко и просто. Такой генератор ребусов, rebus1.com. Покажу, как он работает, чтобы вы могли тоже в своей практике его использовать. Так, я подключила рабочий стол. Видно ли страничку? rebus1.com. Так, плюсик вижу. Угу, хорошо. То есть это вот такой генератор ребусов. Вы вписываете в соответствующее окошечко слово или фразу. Например, слово «молодцы». И нажимаете «Создать ребус». Можно сделать ребус для детей. Это будет попроще ребус. И можно стандартный ребус, более сложный. Например, мне в слове «молодцы» овцы не особо нравятся, да, поэтому я могу выбрать другой вариант ребуса, нажав на соответствующее поле. Овцы все еще у нас тут сохраняются. Хочу, чтобы овцы ушли. То есть разные варианты могут быть. Попробуем стандартный ребус. Может, он будет без овец. Угу. Вот другой вариант. С клавишами клавиатуры. Вот, например, такой мне нравится. Но
в этом сервисе есть минус. Мы не можем его, созданный вариант, скачать. Хотя вот сейчас уже ссылочка появилась, скачать, распечатать, возможно, сработает. Ну, я обычно использую ножницы. Вырезаю и картинку сохраняю. Сохранить как? Либо правка копировать и вставить, например, в слайд презентации. Такой интересный ребус. И здесь есть много уже готовых ребусов. Все о ребусах. Очень такой интересный сервис, который вам поможет разнообразить образовательный процесс. Так, ну, коллеги, мы с вами продолжаем. Переходим к теме 3. Итак, порядок, описание и наполнение основных разделов заявки. Из чего же состоит заявка? Ну вот в общем случае здесь представлены основные компоненты, которые в заявках, как правило, представляются. Иногда некоторые из этих компонентов объединяются в какие-то блоки и могут присутствовать под другими какими-то названиями. Но в общем случае вот все эти компоненты, они в заявках присутствуют. Это титульный лист, очень важный момент. Да? Но, как правило, большинство конкурсов, они предлагают свою структуру титульного листа, и мы должны ее четко выдерживать. Это аннотация или резюме проекта, это введение, оно может быть, а может и не быть, постановка проблемы, очень важный компонент заявки, цели и задачи, методы, оценка и отчетность, дальнейшее финансирование или устойчивость проекта, бюджет или смета проекта и большой блок с приложениями. Итак, мы уже с вами выяснили, что у многих из вас есть опыт написания заявок на гранты, у большинства даже этот опыт успешный. И давайте попробуем ответить на третий вопрос. Какой вот из перечисленных компонентов заявки для вас наиболее сложным был в написании? Или как вы думаете, когда вы будете писать какую-то заявку, какой компонент вам будет сложнее всего описать? Ну, в предыдущем блоке наших вопросов вы уже отмечали, что сложно смету формировать, что сложно формулировать проблему, цель, задачи. Что-то, может быть, еще какие-то сложности возникают. Так, какой компонент заявки наиболее сложен? Так, аннотация и бюджет. Угу. Еще что? Давайте я верну предыдущий слайд с компонентами. Так, что сложнее всего писать? Так, коллеги, пожалуйста, включайтесь. Оценка и отчетность, да, тоже достаточно сложный для оформления и написания компонента. Ну, мы разберемся и увидим, что на самом деле все не так уж и сложно, если мы выдерживаем определенную логику взаимосвязи этих компонентов. Финансирование, да, сложно, особенно если мы не финансисты, но есть определенные секреты, которые нам помогут грамотно этот компонент составить. Еще в чем сложности могут возникать? Оценка, постановка проблемы. Угу. Угу. Так, хорошо. Ну, давайте приступим к рассмотрению содержания каждого из этих компонентов и к тем рекомендациям, которых нужно придерживаться для того, чтобы успешно эти компоненты написать. Итак, титульный лист. Ну, как мы уже сказали, да, в большинстве случаев конкурсная документация содержит уже в себе определенные требования к титульному листу. Если же этих требований нет, то тогда можно придерживаться вот этих вот позиций, которые на данном слайде обозначены. На титульном листе
обязательно должно быть название той программы, на которую мы подаем заявку. Ну, как правило, мы подаем заявку на какую-то определенную программу, да, которую грантодатель объявляет. Очень важно дать достоверную информацию о своей организации, об организации заявителя, да, указать название организации, которая подает заявку, юридический и фактический адрес, телефон, факс, электронную почту, банковские реквизиты, как правило, необходимо на титульном листе обозначить. Название проекта. Название проекта должно быть кратким, но должно отражать суть вашей предполагаемой деятельности и должно привлекать внимание. Также обозначаем руководителя организации или другое ответственное лицо, которое отвечает за реализацию проекта. Руководитель проекта, он может совпадать с руководителем организации. Бухгалтер проекта, как правило, тоже обозначается на титульном листе. География проекта, то есть мы обозначаем, да, наше местоположение, край, город, микрорайон города и так далее. Очень важно указать сроки реализации проекта и его продолжительность, например, указываем, да, что проект длительностью 6 месяцев и конкретные даты. И также указывается полная стоимость проекта, которая включает в себя запрашиваемую сумму и вклад организации. То есть наш собственный вклад или средства, привлеченные из других источников, указываем их в денежных единицах. То есть это вот в общем случае такая информация должна быть размещена на титульном листе проекта, если иное не определено требованиями конкурсной документации. Вот. Если мы сейчас вернемся к нашей конкурсной документации, которая предложена для самостоятельной проработки, то увидим, что здесь есть определенные требования. Сейчас я включу демонстрацию рабочего стола. И мы увидим. Итак, вот появился у вас титульный лист заявки. Заявка на участие в конкурсном отборе. Пожалуйста, плюс-минус обозначьте. Так, угу. Плюсик вижу, плюсик вижу. Хорошо, значит, все видим. Итак, здесь вот есть образец титульного листа заявки. То есть мы должны четко этому образцу следовать. Идет название, да, конкурсного отбора, той программы, на которую мы подаем заявку, номер лота, наименование лота. Если есть несколько лотов, да, если один, то нет необходимости. Наименование организации, руководитель, юридический адрес, контактный телефон, адреса, ответственный за реализацию программы инновационной деятельности по направлению конкурсного отбора, должность, фамилия, имя, отчество, контактный телефон, адрес электронной почты, подпись и расшифровка подписи и печать. То есть здесь подпись руководителя организации должна быть и обязательно заверена печатью. Тоже очень важный момент – не забывать ставить печати в нужных местах. Иногда конкурсная документация отклоняется только потому, что отсутствует какая-то одна печать. Там очень важно, да, все просмотреть, все зафиксировать, чтобы все необходимые компоненты присутствовали. Итак, с титульным листом, я думаю, все понятно. Главное здесь не допустить каких-либо опечаток. Далее, следующий компонент – это аннотация или резюме проекта. Представляет собой концентрированное изложение всего проекта, которое повторяет все части полной заявки. То есть на каждый раздел заявки мы выбираем одно-два предложения, и аннотация должна отражать уникальность проекта. Но при этом, да, аннотация должна быть ясной, сжатой, конкретной и выразительной. Обычно в аннотации указываются данные сведения. Кто вы, то есть юридический статус вашей организации, цели вашей организации, сумма, которую вы указываете в бюджете, да, запрашиваемую сумму, тип проекта, цель проекта, где будет осуществлен проект и период времени, на который необходимо финансирование. Но если нет специальных указаний, то, как правило, эта секция состоит из 250-500 слов, 1-2 странички.
Лучше всего, конечно, аннотацию писать тогда, когда вы уже написали полную заявку. Тогда уже вам будет проще выбрать основные моменты из каждого раздела. Насколько грамотно и верно составлена ваша аннотация, вы можете себя оценить по следующим критериям. Во-первых, аннотация должна давать ясное и краткое описание заявки. Если у вас только один абзац из 3-10 строчек, то это для короткой заявки. И если заявка длинная, то аннотация одну, максимум 2 странички в себя включает. Аннотация должна включать хотя бы одно предложение о заявителе, то есть кто будет выполнять проект, и о его прежних достижениях. По крайней мере, одно предложение о проблеме должны вы в аннотацию включить, то есть указать, почему нужен этот проект. По крайней мере, одно предложение о целях и задачах проекта, то есть что получится в результате. По крайней мере, одно предложение о методах и ресурсах, то есть как будет выполняться проект. Указать полную стоимость проекта и собственный вклад заявителя и запрашиваемую сумму, то есть сколько требуется денег. И, как мы уже отмечали, не более 200-300 слов на одну страничку, ясно и кратко. И аннотация должна быть интересной, то есть она должна привлекать внимание читающего. Итак, по аннотации понятно? Оксана Кузнецова у нас отмечала, что есть сложности составления аннотации. Думаю, что теперь с аннотацией сложности возникнуть у вас не должно. Хорошо. Тогда переходим мы с вами к следующему компоненту заявки. Вот он очень важный и достаточно сложный. Это постановка проблемы, обоснование актуальности. То есть, как правило, под проблемой мы с вами чаще всего понимаем отсутствие чего-то, что-то негативное, которое приносит вред, то есть то, что требует изменения. И очень важно, чтобы мы показали причины этого негативного явления и его последствия. Изложение проблемы представляет собой сжатый анализ причин проблемы, подтвержденных количественными показателями, основанными на ранее проведенных исследованиях. И вот здесь очень важно, чтобы мы использовали именно достоверные источники информации, проверенные. То есть важно, чтобы присутствовали исходные данные, индикаторы, количественные и качественные показатели, которые будут являться точкой отчета для измерения эффективности вашего проекта. Для этого важно изучить существующую ситуацию, нужно понимать, какие исследования уже проводились по данной тематике или по сходной тематике, и каковы были их результаты. То есть вот об этом важно помнить, когда мы формулируем проблему и ее описание, причины ее возникновения. При этом анализ проблемы должен быть убедительным. Мы должны его четко сформулировать, хорошо аргументировать и подкрепить информацией, статистикой и экспертной оценкой. Но для того, чтобы сформулировать проблему, обосновать ее актуальность, мы должны ответить для себя на 2 вопроса. Почему этот проект необходим и какие именно проблемы он будет решать. При написании этого раздела мы должны логически связать задачи, которые выполняет наша организация, с той проблемой, которую собираемся попытаться решить через реализацию проекта. То есть мы должны четко определить все проблемы, это может быть не одна, может быть несколько взаимосвязанных проблем, с которыми мы собираемся работать, и понять, что наши задачи в принципе выполнимы, что с этой проблемой мы в рамках проекта сможем справиться. Также очень важно показать, что эта проблема актуальна для местного сообщества и для региона, и перечислить, какие организации, какие структуры занимаются решением этой проблемы. И очень хорошо, если вы укажете уже и свой имеющийся опыт работы по решению этой проблемы. И вот здесь очень важно также описать категорию бенефициариев, то есть ту целевую группу тех людей, на которых направлена ваша деятельность по проекту, и жизнь которых будет улучшаться в результате реализации проекта. И, как мы уже говорили, необходимо наличие проблемы подтвердить с помощью дополнительных материалов. Это могут быть статистические данные, это могут быть официальные заявления, это могут быть ссылки на материалы в СМИ, в зависимости от тематики вашего проекта. И важно показать знание этой проблемы
что ваша организация с этой проблемой знакома, что вы понимаете, в чем суть проблемы заключается, и показать, что у вас есть специалисты, которые с данной целевой группой могут поработать и которые смогут с этой проблемой справиться. Более четко над формулированием проблемы мы с вами поработаем завтра. Будем выполнять специальные упражнения, будем анализировать конкретные предложения, представленные в других заявках. И я думаю, что все понятно вам станет по формулированию проблемы. По каким критериям мы с вами можем оценить раздел «Постановка проблем»? Ну, во-первых, проблема описывает, почему возникла необходимость выполнения проекта. Из описания этого раздела должно быть ясно, какие обстоятельства побудили нас с вами писать проект, насколько эта проблема важна и значима, насколько она связана с целями и задачами нашей организации, организации заявителя. Этот раздел должен отражать разумность масштаба работ, то есть что действительно наша организация справится с этими работами. Как мы уже сказали, обязательно должна быть подтверждение статистикой, ссылками на авторитеты в данной области и должны быть указаны ключевые литературные источники и советы экспертов. Постановка проблемы должна быть сформулирована с точки зрения тех, чьим нуждам служит заявитель, а не с точки зрения самого заявителя, то есть с точки зрения людей, на которых мы работаем, наших бенефициариев. Этот раздел не должен содержать голословных утверждений, то есть все мы должны подтверждать. И минимум научных и иных специальных терминов должен содержать этот раздел, быть интересным для чтения и быть кратким. После того, как мы с вами сформулировали проблему, мы можем переходить к формулированию цели и задач проекта. Когда мы с вами говорим о цели проекта, то здесь мы имеем в виду, что цель может быть стратегической и тактической. Вот стратегическая цель или цель развития, она показывает, почему этот проект важен обществу с точки зрения долгосрочной выгоды целевой группы или с точки зрения ее проблем. И в плане выгоды для более широких слоев населения. И вот наш с вами проект, который мы разрабатываем, он вносит вклад в достижение этой цели, цели развития. При этом цель развития, она может являться целью конкретной программы, в которую как составная часть будет входить наш с вами проект. А тактическая цель или цель нашего уже конкретного проекта – это вот та позитивная ситуация, которая ожидается в результате реализации нашего проекта. И выражается она в выгоде или в преимуществах, которые проект дает конкретной целевой группе в долгосрочном плане, и которыми эти люди, наша целевая группа, наши бенефициарии, будут пользоваться после завершения проекта. И вот здесь важно помнить, что цель проекта, она в рамках нашего проекта должна быть достижима. При формулировании цели мы должны обратить внимание на то, чтобы она соответствовала цели конкурса и миссии организации нашей с вами и была направлена на решение проблемы. А сейчас мы обратимся к конкурсной документации и посмотрим, как там сформулированы соответствующие цели. Так, я включаю демонстрацию рабочего стола. Сейчас на соответствующую страничку поднимусь. Как правило, в конкурсной документации стратегическая цель бывает обозначена. Посмотрим, есть ли в данной конкурсной документации, которую мы в качестве примера с вами взяли.
Ну, вот здесь, например, в письме об участии в открытом конкурсе обозначено, что конкурс проводится в целях обеспечения реализации мероприятия, создания сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий, содержания обучения и воспитания через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов. Ведомственной целевой программы развития современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования, государственной программы Российской Федерации развития образования. То есть вот это и есть стратегическая цель или цель развития, которую мы будем реализовывать через конкретную тактическую цель нашего проекта. В свою очередь, мы можем показать, вот как проблема может превращаться в цель. То есть мы должны связать проблему и нашу с вами цель. Вот, например, проблема сокращения количества источников воды. Значит, наша цель должна заключаться в том, чтобы мы увеличили количество этих источников воды. Но как мы это будем делать, это уже будет прописано в наших задачах и в наших методах решения проблемы. Или проблема увеличения стоимости воды. Значит, цель нашего проекта должна заключаться в сокращении стоимости воды. Или вот такая проблема. Отсутствие досуга у молодежи, наличие вредных привычек. Действительно, проблема для нас актуальная, для многих наших территорий она актуальна. И цель нашего проекта может заключаться в создании условий для досуга молодежи. Или, например, проблема рост числа ДТП с тяжелыми последствиями, инвалидность и летальный исход. И наша с вами цель – уменьшить ущерб для жизни и здоровья людей, наносимый ДТП. Ну, так вот технологично проблема может быть преобразована в цель проекта. Ну, соответственно, задачи проекта конкретизируют нашу цель и представляют собой конкретные и поддающиеся измерению результаты работы нашего проекта. То есть это те возможные улучшения ситуации, которые вы описывали в разделе «Постановка проблемы». При формулировании задач мы должны определить для себя, кто охвачен проектом, да, то есть кто наши бенефициарии, что мы должны изменить, в каком направлении будут эти изменения проводиться, насколько и к какому сроку. Задачи должны быть максимально конкретны, они должны быть сформулированы в виде списка и содержать количественные данные о степени полезности проекта. Формулируются задачи в виде утверждений о действиях в терминах, которые ориентированы на результат, основанный на эффективности работы и поддающихся измерению. И если в проекте перечислен ряд задач, то все они должны быть между собой связаны и должны быть необходимыми и достаточными для достижения цели проекта. Не нужно пытаться включать в заявку те задачи, которые вы выполнить не сможете. И при этом мы должны помнить, что вот решение задач проекта в своей совокупности позволит нам достичь цели нашего проекта. При формулировке задач можно опираться на критерии SMART. Задача должна быть конкретной, то есть мы должны описать конечный результат, чего именно мы с вами хотим достичь. Это вот как мы с вами формируем планируемые результаты обучения. Да? То есть конечный результат задачи должен быть описан. Мы должны задать те параметры, по которым можно будет результат оценить. То есть задача должна быть измеримой. Задача должна быть достижимой, мы должны быть реалистами, мы должны ставить выполнимые задачи. Задача должна быть значимой. Если мы формируем задачи для себя, да, то спрашиваем, зачем мне это. Если мы формируем задачи проекта, то спрашиваем, зачем это нужно будет тем людям, для которых мы этот проект реализуем. Да, зачем это нашим бенефициариям нужно. И все задачи должны формулироваться с четкими сроками. Мы должны обозначить точную дату,
к которой мы должны достигнуть цели. Ну, например, в первом столбике представлены задачи, которые невозможно измерить, во втором столбике задачи, которые содержат количественные показатели, по которым мы можем измерить их достижение. Неизмеримая задача. Этот проект нацелен на уничтожение столбняка в таком-то районе, да, например, в Усть-Цилимском районе. Как мы будем определять, уничтожили столбняк, либо не уничтожили? По каким критериям судить? Непонятно. Или, например, такая формулировка. Мы планируем повысить образовательный уровень студентов в вопросах предохранения от СПИДа. Как мы это сделаем? Как мы оценим? Всех студентов мы охватили? Каких студентов вообще мы будем повышать образовательный уровень? Непонятно. То есть мы можем говорить, например, о рамках какой-то конкретной образовательной организации. Вот, например, Марина Николаевна, да, для своей организации может поставить соответствующую задачу, чтобы повысить образовательный уровень студентов колледжа, студентов первого курса, например, да, еще более конкретно обозначить, и можно указать процентное соотношение, долю этих студентов, да, которых мы будем повышать образовательный уровень. И вот примеры измеримых задач. В ближайший год мы сократим число бездомных, указанное в отчете Всемирной организации здоровья, на 15%. То есть здесь уже формулировка показывает, что мы знакомы с отчетом, во-первых, Всемирной организации здоровья, да, знаем, сколько там бездомных указано, и эта цифра где-то там у нас в описании нашей проблемы фигурирует. И показываем, что это число сократится на 15%. Или вот такая формулировка. По завершении обучающей программы проекта «Надежда» число школьников, прогуливающих уроки, снизится на 10%, и на 50% сократится число тех, кто покидает школу до выпускных экзаменов в сравнении с данными из ежеквартальных отчетов по посещаемости. Или такая задача. Мы увеличим число волков на 5% в течение ближайших 36 месяцев по сравнению с численностью поголовья, указанной в Балтийском обзоре положения диких животных. То есть нам понятна, да, исходная численность, нам понятна конечная численность, чего мы хотим добиться. Мы можем конкретно измерить, можем просчитать и можем убедиться в том, что да, действительно мы этой цели достигли, и задача нами была решена. Вот еще парочку примеров рассмотрим в рамках конкретных проектов, как формулируются цели, как могут быть сформулированы задачи в соответствии с данной целью. Итак, пример. Цель проекта. Снижение уровня конфликтности в учреждении сферы образования и формирование низкоконфликтного пространства путем создания школьной службы примирения. Задачи могут быть следующими. Повышение качества информированности участников проекта, учащихся педагогов, родителей на основе оперативного обмена информацией между участниками проекта. Чего в этой задаче еще не хватает? В первой задаче. Повышение качества информированности участников проекта. Соответствует ли она всем требованиям, всем критериям SMART? Конкретность, измеряемость, достижимость, реалистичность, своевременность, определенность во времени. Первая задача – повышение качества информированности участников проекта. Да, непонятно, насколько повысится качество, не указаны сроки. Да. Что еще не так с этой задачей? Конкретность, измеряемость, достижимость, реалистичность, своевременность. Конкретность, измеряемость, достижимость, реалистичность, своевременность. Что бы вы еще в эту задачу добавили, формулировку этой задачи? Первый. Повышение качества информированности участников проекта, учащиеся, педагоги, родители. Предполагается, что это в рамках конкретного образовательного учреждения работа ведется. С какими данными будет сравниваться повышение количества? То есть мы берем всех, да, обучающихся, либо это только те, кто принимает участие в нашем проекте. Непонятно, да, из этой задачи. Педагоги все будут участвовать в этом или только те, кто в проекте будет занят? Не совсем понятно.
из этой формулировки, да, то есть нет конкретики. Так, хорошо. Вторую задачу давайте посмотрим. Повышение уровня знаний участников проекта по основам конфликтологии, разрешение конфликтов и технологий примирения на базе комплекса просветительских действий. Как вы эту задачу оцените? Требует ли она доработки, переформулировки в соответствии с критериями SMART? Конкретность, измеряемость, достижимость, реалистичность, своевременность. Вторая задача. Повышение уровня знаний участников проекта по основам конфликтологии, разрешение конфликтов и технологий примирения на базе комплекса просветительских действий. Что с этой задачей? Надо ли ее конкретизировать, переформулировать, дополнять? Повышение уровня знаний участников проекта. Угу. Так, непонятен первоначальный уровень знаний, да? Угу. Насколько повысится знание, непонятно. Тут тоже конкретика нужна нам, да? То есть, например, в сравнении с началом учебного года, да, мы должны сравнивать эти знания, насколько они повысятся. Угу. Так, что еще вам кажется необходимо уточнить, дополнить? То есть, опять же, сроки здесь у нас не указаны, да? На какой период это все будет у нас рассчитано? Участники проекта – это кто? Действительно, необходимо уточнить. Если вот в первой задаче у нас уточнены участники проекта, учащиеся педагоги, родители, то во второй задаче непонятно, да, хотя по логике необходимо это указать, потому что мероприятия будут, наверное, отдельно и для обучающихся проводиться, для педагогов и для родителей. Свой комплекс просветительских действий. Угу. Так, хорошо. По третьей задаче давайте посмотрим. Приобретение участниками проекта, вовлеченными в его исполнение, прошедшими предварительное обучение, практического опыта. Какой практический опыт? Непонятно. Угу. Нужно конкретизировать. Опять же, участники проекта, кто такие, нам непонятно, да? Через какой срок, да, они этот опыт должны приобрести. Угу. Так, следующую задачу посмотрим. 4. Разработка и нормативное закрепление процедур и форм деятельности школьной службы примирения. Разработка и нормативное закрепление процедур и форм деятельности школьной службы примирения. Что здесь с этой задачей? Можно оставить так или тоже нужно конкретизировать? Угу. Так, какие локальные акты будут разработаны? Хорошо. Вот Анжелика очень активно с нами работает сегодня. Спасибо. Другие коллеги, пожалуйста, тоже подключайтесь. Так, что еще по 4 задаче? Какие будут пожелания, рекомендации? Ну, сроки уточнить. Так, хорошо. Алгоритм процедур. Хорошо. Угу. Так, и 5 задача. Давайте посмотрим. Создание специализированного школьного объединения, занимающегося вопросами разрешения внутришкольных конфликтов. Хорошая задача. Но, опять же, требует определенной доработки. Конкретики нет. Угу.
Школьное объединение, кого оно будет себе объединять, да? Это будет объединение педагогов, либо школьников, либо родители тоже будут подключаться, да, непонятно, кто будет участниками этого объединения. Угу. Да, вот коллеги отмечают именно это, что непонятен состав этого объединения. Опять же, сроки не указаны. Да? Угу. Внутришкольные конфликты слишком общие понятия, тоже требуют конкретизации. Так мы видим, да, что вроде бы задачи сформулированы неплохо, но они требуют конкретизации, требуют доработки, требуют уточнения, и вот в этом нам с вами помогают те критерии SMART, о которых мы с вами говорили. Еще один пример давайте рассмотрим. Так, проект попечителя образования. Цель проекта – интеграция инновационной модели поддержки и развития попечительства в сфере образования на межрегиональной основе на территории организации партнеров Приволжского округа. Задачи – изучить, проанализировать и обобщить потребности попечительских советов в обучении основам муниципального общественного самоуправления с целью грамотного позиционирования в образовательной сфере местного сообщества. Провести 3 выездные летние школы для обучения субъектов муниципального общественного самоуправления, 90 человек, основам некоммерческого менеджмента. Организовать информационно-методическое обеспечение проекта посредством создания электронного сайта и выпуска 2 сборников попечителей образования тиражом 500 экземпляров. Подготовить и провести медиакампанию на территории организаций партнеров с целью формирования положительного имиджа попечительства в регионе. Как вы эти задачи в целом оцените? То здесь есть и конкретизация, да, сколько будет участников, кто конкретно это будет, да, что мы будем делать, будем создавать сайт, будем выпускать сборники, их будет 2, указанных тираж, указана цель каждого мероприятия, да, которое мы будем проводить. Да, то есть в целом эти задачи сформулированы намного лучше, да, чем в предыдущем проекте. Да, можно как положительный пример использовать. И здесь уже конкретно видны те шаги, которые мы должны предпринять для того, чтобы достичь цели. Да, прописаны результаты. Так, хорошо. Давайте посмотрим, как мы с вами оценим наш раздел «Цели и задачи». Во-первых, да, в этом разделе должны описываться предполагаемые итоги выполнения проекта, которые поддаются оценке. Как мы уже сказали, цель – это общий итог, а задачи – это конкретные частные результаты, и они друг от друга заметно отличаются. Во-вторых, в этом разделе должно быть ясно, что получится в результате выполнения проекта, какие произойдут изменения в существующей ситуации. Вот как мы на предыдущем слайде видели, да, во втором проекте, там все очень конкретно прописано, что получится в результате выполнения проекта. Третье. Цели и задачи логически вытекают из постановки проблемы. Четвертое. По каждой проблеме, сформулированной в предыдущем разделе, имеется, по крайней мере, одна четкая задача. То есть связаны проблема и задачи. В-пятых, вероятность того, что в результате выполнения проекта задачи будут решены, она должна быть высокой. В-шестых, да, цели в принципе достижимы и результаты поддаются измерению. В-седьмых, ясно, кто извлечет пользу от выполнения проекта, указываются сроки достижения целей, язык ясен и четок, и постановку задач авторы не путают с методами их решения. Это тоже важный момент, потому что часто бывает такое, что постановка задач подменяется методами их решения, подменяется составом работ в рамках проекта. Итак, по целям задачам более-менее понятно. Завтра тоже мы еще потренируемся. И я думаю, что большинство ошибок вы уже сможете избежать. Итак, далее следующий раздел – это методы реализации проекта. Или, если мы говорим о тех заявках, которые, о той конкурсной документации, которую предлагает Министерство просвещения, там это обозначено как комплекс работ, да, по реализации проекта. То есть в этом разделе мы описываем, каким образом мы наш проект будем осуществлять. Здесь нужно достаточно подробно описать те виды деятельности, те мероприятия, которые необходимы для получения желаемых результатов с помощью тех ресурсов, которые у нас уже имеются, и с помощью тех ресурсов, которые мы
в рамках проекта будем приобретать, да, запрашивать. То есть мы должны в этом разделе описать, что будет сделано, кто будет эти действия осуществлять, как они будут осуществляться, когда и в какой последовательности, какие ресурсы будут привлечены. Да? То есть мы должны перечислить исполнителей, мы должны описать помещение, оборудование и так далее, да? То есть вот те ресурсы, которые нам необходимы будут для реализации этого комплекса мероприятий. То есть мы должны здесь определить, какова наша стратегия в достижении желаемых результатов и почему мы выбрали именно ее из всех других возможных. То есть мы должны обосновать наш выбор методов. И вот здесь мы должны обратить особое внимание на обязанности работников, то есть кто будет осуществлять контроль, кто будет составлять отчеты, предусмотреть работу комиссии консультативной группы правления, если это необходимо. Если необходимо, то возможность привлечения добровольцев мы можем предусмотреть, да, потому что, как мы уже говорили, да, не все грантодатели дают средства на оплату труда. И тогда вот здесь добровольцы, волонтеры нам помогут в реализации нашего проекта. Также привлечение к сотрудничеству представителей той социальной группы, на которую проект рассчитан. Очень важный момент, да, мы должны это предусмотреть. И если в нашей заявке это будет описано, то есть как наши бенефициарии могут сами принять участие в нашем проекте в качестве соисполнителей проекта, это будет вообще замечательно. А также мы должны подумать, да, как мы будем распоряжаться средствами гранта и нашими собственными средствами, как мы будем пользоваться банковским счетом, как будем отчитываться о расходах. Очень важный момент – предусмотреть места проведения мероприятий, да, потому что если у нас с вами нет своего собственного помещения, в котором мы будем мероприятие проводить, то необходимо будет нам закладывать средства на аренду помещений, либо договариваться с соисполнителями и привлекать их помещения. Да. То есть вот это тоже момент очень важный, который мы должны продумать. Время проведения мероприятий тоже очень важный момент. Распределение ресурсов и подумать об альтернативных методах. То есть если вдруг вот наши методы в каких-то условиях не смогут быть реализованы, вот, например, да, как сейчас наша с вами ситуация, когда все ушли на самоизоляцию, все ушли в дистант, как реализовывать запланированные мероприятия проекта. Да, вот мы, например, в рамках нашего проекта поддержки школ с низкими результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, а я знаю, что у нас сегодня в качестве участников есть участники нашего проекта, мы наш международный методический семинар, который мы традиционно проводили в очном формате, когда все к нам приезжали к нам американцы, приезжали к нам другие федеральные эксперты, мы этот семинар провели в онлайн-формате. И все прошло замечательно, и все были очень довольны, и наши коллеги, федеральные эксперты, благодарили нас за такую четкую организацию вот этого мероприятия. Да? То есть мы использовали альтернативные методы, создали платформу для реализации семинара, и на этой платформе все организовали. Также пригласили необходимых нам экспертов, пригласили участников, и все мероприятия были реализованы. То есть наш проект не сорвался в связи с обстоятельствами, да, в связи с изменившимися условиями. То есть вот это тоже важный момент. Нужно продумать, как может быть реализован ваш проект, если вдруг изменятся какие-то условия. По каким критериям можем оценить раздел «Методы»? Ну, во-первых, должно быть ясно, что будет сделано, кто будет осуществлять эти действия, как они будут осуществляться, когда и в какой последовательности, и какие ресурсы будут привлечены. Во-вторых, мы должны указать разумно ограниченный набор мероприятий, которые могут быть выполнены в срок и в пределах общей стоимости проекта. То есть нет необходимости раздувать, да, наш проект и включать те мероприятия, которые будут несущественными для решения наших задач и для достижения нашей с вами цели. Да? То есть мы должны определить вот именно тот набор, достаточный и необходимый, который нам возможно будет реализовать в рамках выделенной стоимости проекта.
В разделе ясно описываются мероприятия, которые мы в рамках программы реализуем, понятны причины выбора этих мероприятий, понятна и убедительна последовательность выполнения мероприятий, ясен состав разработчиков, описывается состав и обязанности исполнителей программы, описывается, кому служит данный проект, принципы подбора этих людей, групп, объектов. И, как всегда, да, мы должны логику выдерживать. Проблема определяет цель, цель конкретизируется в задачах, задачи определяют выбор методов нашей деятельности. Далее на 3 слайдах у нас будет представлена логическая таблица, которая поможет вам увязать между собой те компоненты проекта, которые мы с вами рассмотрели. Проблема, цель, задача и метод решения. Итак, вот когда мы с вами формулируем проблему, мы должны для себя определить, почему возникла необходимость в выполнении проекта и почему решение данной проблемы будет являться приоритетной задачей для нашей с вами организации, да, в рамках вот этого проекта. И здесь мы анализируем объективные свидетельства, показатели обоснования, то есть какие источники информации, помимо самого заявителя, свидетельствуют о том, что проблема действительно существует и что эту проблему важно решить. И эти источники информации мы фиксируем в нашей заявке, да, в разделе, где идет постановка и обоснование проблемы. И также мы должны определить, какие внешние факторы обуславливают наличие данной проблемы. Следующий компонент – цель. Да? Мы определяем для себя, какова цель, на движение которой направлена деятельность в рамках проекта, как она связана с решением поставленной проблемы, кто выиграет в результате продвижения к цели, какие действия, предусмотренные проектом, будут изменять существующую ситуацию. И в качестве объективных свидетельств, показателей обоснований мы обращаемся к средствам проверки движения к цели, каким образом проверяющие организации лица смогут убедиться, что проект вносит действительно вот тот ожидаемый вклад в продвижение к цели, и должны определить для себя, предусматривается ли проектом сбор данных, которые позволят измерить степень продвижения к цели. Очень хорошо, если это будет действительно предусмотрено, да, то есть сбор данных, мониторинг какой-то провести для того, чтобы показать, что действительно мы к цели продвигаемся. И когда мы рассматриваем внешние условия, факторы, предпосылки, допущения, мы для себя определяем, при каких условиях возможно достижение цели. И если вдруг какие-то изменения в условиях происходят, вот как мы уже в предыдущем случае рассмотрели, да, то предусмотреть какие-то альтернативные варианты. То есть какие условия нам будут препятствовать в достижении нашей цели, и их мы тоже должны предусмотреть. Далее, следующий компонент проекта – задачи. Как мы уже сказали, да, задачи, они отражают в себе ожидаемые результаты. То есть мы для себя определяем, какой конкретный эффект должен быть достигнут во время выполнения проекта. То есть если проект будет завершен, то какого конкретно улучшения или изменения следует ожидать в окружающей среде, в положении данной группы населения и так далее. Как выполнение поставленных задач будет приближать ситуацию к достижению заявленных целей и какие результаты необходимо получить для выполнения поставленных задач. Да, описать характер этих результатов и представить их количественные изменения. И здесь мы учитываем следующие объективные свидетельства, показатели обоснования. То есть какие свидетельства данные показатели будут подтверждать, что проект выполнил поставленную задачу. Каковы конкретные количественные методы измерения результатов, позволяющие проверяющему судить о степени выполнения работ по проекту. Предусматривается ли проектом сбор данных, позволяющих контролировать и корректировать ход выполнения работ. И внешние условия, которые мы анализируем, это какие события, условия решения, находящиеся вне контроля проекта, необходимы для того, чтобы выполнить поставленные задачи и продвигаться к поставленной цели, и чтобы достижение запланированных результатов приводило бы к выполнению задач. То есть вот здесь мы видим, что между собой связываются не только проблема, цель, задачи проекта, но и подключается вот тот оценочный компонент, о котором мы дальше будем говорить, это мониторинг и оценка проекта. Да, то есть те оценочные средства, которые мы можем использовать для того, чтобы оценить положительные результаты нашего проекта. То есть вообще наличие этих результатов, динамику.
Методы – это те мероприятия, которые мы проводим в ходе проекта. Да, мы для себя определяем, какие мероприятия необходимо осуществить исполнителям проекта для получения указанных в проекте результатов, почему выбраны именно эти методы, и пояснить, как применение указанных в проекте методов гарантирует получение ожидаемых результатов. И ресурсы. Вот о ресурсах мы говорили пока немного, да, вот здесь вот важно тоже учесть те ресурсы, которые у нас имеются, и те ресурсы, которые нам необходимы для реализации проекта. Это кадровые ресурсы, это, может быть, товары какие-то, услуги, то есть что может быть использовано для проведения мероприятий, намеченных в проекте. Насколько эти ресурсы присутствуют у нас и необходимо ли обеспечение дополнительных ресурсов, да, привлечение дополнительных ресурсов. Очень часто можно в проектах привлекать соисполнителей, да, и вот как раз соисполнители, они дают нам возможность привлечения их ресурсов для реализации проектов. Ну, а там уже, как вы с исполнителем договариваетесь, на какой основе вы будете этими ресурсами пользоваться, это уже другой вопрос. Да, и если это будет на возмездной основе, то в смете необходимо тоже будет это предусмотреть. И вот какие-то будут источники, да, это могут либо сам исполнитель вашей организации, либо сотрудничающие, поддерживающие организации, правительство, фонды и так далее. И вот как раз здесь мы говорим о том, что к вашей конкурсной заявке прилагаются письма поддержки. То есть очень хорошо, если это будут не просто формальные письма поддержки, да, вот вы пошли, попросили институт, напишите нам, пожалуйста, письмо поддержки. Да, конечно, мы написали, что мы вас всеми силами поддерживаем, но какие ресурсы мы для вас предоставим в плане реализации вашего проекта? Вопрос. Но поэтому вы для себя должны сначала определить, да, от кого эти письма поддержки брать и какие ресурсы эти поддерживающие организации вам смогут представить. И в качестве объективных свидетельств, показателей обоснований вы продумываете, на основании чего планируется уровень зарплаты, как будет рассчитываться стоимость оборудования, уровень расходов на транспорт, другие услуги, и какие показатели позволят нам оценить эффективность использования средств. И при анализе внешних условий мы определяем, что выделение необходимых ресурсов приводит к проведению мероприятий, тех, которые мы в заявке прописали, либо к применению указанных в заявке методов, и каковы возможные препятствия в каждом из этих переходов. Что такая логическая таблица, которая поможет вам связать между собой компоненты проекта. Так, ну, теперь еще один пример. Посмотрим по формулировкам. Итак, вот здесь у нас сформулированы 3 компонента в каждой строчке. Давайте попробуем догадаться. Первое, что такое, второе, что такое, третье, что такое. Так, первое. Содействие процессу социальной адаптации и интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, формирование у них навыков самостоятельной жизни, правовой культуры. Что это? Какой компонент нашей с вами заявки? Содействие процессу социальной адаптации и интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, формирование у них навыков самостоятельной жизни, правовой культуры. Так, несколько предположений вижу. Коллеги, подключайтесь, пожалуйста. Так, кто-то считает, что это цель, кто-то считает, что это задача, кто-то высказывает предположение, что это метод. А вот если мы следующий компонент посмотрим, повысить социальную компетентность 234 детей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников детского дома, социального приюта, интерната, то вот эта связка, она уже вам подскажет, где какой компонент. И третий. Проведение психолого-педагогических практических тренингов, социальных презентаций, позволяющих расширить детям представление о себе, своих особенностях. Угу.
Так, хорошо. Второй – это задача. Третий – это методы. А первый – это что? Первый – цель. Да, конечно. То есть мы видим, да, как цель содействия процессу социальной адаптации, интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, формированию у них навыков самостоятельной жизни, правовой культуры, конкретизируется через задачи. То есть вот цель, она тут везде одинаковая во всех трех строчках. Задача – повысить социальную компетентность 234 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников детского дома, социального приюта и интерната. И метод достижения этой задачи – проведение психолого-практических тренингов, социальных презентаций, позволяющих расширить детям представление о себе, о своих особенностях. Вторая задача – создать модель интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общество через систему познавательных игр. И метод либо действий, да, либо наш конкретный комплекс работ, да, разработка системы познавательных игр и мастер-классов для воспитанников детского дома с одновременным тренингом педагогов по освоению ими идей и методов организации детских познавательных игр и программ. И третья связка. Тоже цель та же самая. Задача – формировать правовую культуру у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И метод, как мы эту культуру формируем, через проведение игрового познавательного курса «Основы правовой грамотности» 18 часов для 215 детей и подростков младшего и среднего возраста. Вот таким образом выстраивается вот эта логическая связка: цель, задача, метод. Так, есть вопросы вот по логике взаимодействия этих компонентов проекта: проблема, цель, задачи, методы. Вопросов нет? Все понятно. Хорошо. А завтра мы тоже еще будем тренироваться над вот этой вот логикой, над выстраиванием этих логических связок. Так, ну и мы с вами отметили, что очень важно продумать вот те количественные и качественные критерии, показатели, по которым мы можем оценить наш проект, насколько эффективно он реализуется. Поэтому следующий компонент нашей заявки – это мониторинг и оценка проекта. Под мониторингом в данном случае мы понимаем непрерывный контроль и оценка хода выполнения проекта. И в процессе мониторинга, как правило, руководитель проекта собирает информацию о соблюдении графика работы, о поступлениях ресурсов, о других предпосылках, то есть внешних по отношению к проекту условиях, проверяет, имеет ли место предполагавшийся эффект. И по этим данным мы в любой момент времени должны понимать, выполняется ли проект в соответствии с планом. Поэтому план оценки в заявке должен быть хорошо разработан, должны быть описаны ее инструменты, критерии оценки должны быть адекватны результатам, количественные и качественные индикаторы должны быть убедительными и обоснованными. То есть вот основной смысл этого раздела – показать, как будет осуществляться контроль над продвижением работы по проекту и соответствием деятельности, цели и задачам. Ну, например, в той конкурсной документации, которая запрашивается в конкурсах, объявляемых Министерством просвещения Российской Федерации, отдельно этот компонент не прописывается. Но если вы его укажете в том комплексе работ, которые вы будете прописывать по проекту, да, вот в предыдущем разделе методы или виды работ, то очень хорошо это будет оцениваться теми, кто заявку оценивает, да, конкурсная комиссия. Вам могут добавить баллы конкурсные именно вот по наличию данного компонента в вашей заявке. По сути, в этом разделе мы с вами описываем планируемые результаты. Сколько будет проведено мероприятий,
сколько человек примет участие в каждом из мероприятий, да, то есть мы можем это все посчитать, количественно измерить, сколько волонтеров будет привлечено для работы по проекту, если они предполагаются. Например, если проект связан с посадкой деревьев, то сколько конкретно посажено деревьев, каких пород. Если запланировано проведение акции, то указываем, сколько человек примут в ней участие, либо пишем не менее 300 человек, например. Да? А если будет больше, то это замечательно. Допустим, если в рамках программы мы предполагаем предоставление каких-либо услуг, то прописываем, сколько человек или организаций этими услугами будут пользоваться. Если в нашем проекте предусматривается изготовление брошюр, методических рекомендаций, то указываем, сколько выпусков, сколько экземпляров будет издано, как они будут распространяться, по каким каналам, сколько человек или организаций от подобного издания выиграют. И на основании этого раздела по итогам мы должны определить, насколько достигнуты цели проекта, насколько по окончании проекта изменилась ситуация, которую мы описали в разделе «Постановка проблемы», не имел ли наш проект какого-либо еще дополнительного, важного, положительного либо отрицательного эффекта, которые мы не учли ранее, хорошо ли были подобраны средства, методы решения задач, и какие факторы способствовали успеху проекта, а какие факторы помешали достижению цели. То есть при написании заявки мы должны указать, кто и каким образом даст ответ на вот эти вопросы и критерии, которые будут использованы для оценки. И вот здесь в качестве помощника предлагается такая матрица критериев мониторинга по Фридману. Здесь параметры: наши усилия, как сильно мы старались, и результат, стало ли кому-то лучше, и параметры количества и качества. Наши усилия количественные, сколько мы сделали, наши усилия качественные, насколько хорошо мы выполнили работу, результат количественный, каков масштаб изменений, и результат качественный, каково качество изменений. То есть вот тот количественный результат, что будет сделано, здесь мы фиксируем количество, например, оказанных услуг, либо участников мероприятий, либо получателей конкретной помощи, либо количество выпущенных книг и так далее. Да? А в качественном результате мы отражаем те позитивные изменения, которые произойдут в результате проведения мероприятия, оказания услуги и так далее. Повысится уровень правовой культуры, да? Повысится уровень функциональной грамотности и так далее. Вот еще пример посмотрим. Вот, например, задача звучит так. Формирование навыков разрешения психологических конфликтов у дезадаптированных подростков и их родителей через проведение обучающих мероприятий. Ну, мы с вами уже понимаем, да, что эта задача требует определенного уточнения. Ну, это уточнение мы видим в количественном результате и в качественном результате. Итак, количественный результат. В семинаре примет участие не менее 40 дезадаптированных подростков и их родителей. Не менее 40 подростков и их родителей приобретут навыки разрешения психологических конфликтов. Качественный результат. Не менее 80% родителей дезадаптированных подростков отметят улучшение взаимопонимания со своими детьми. Да, то есть вот улучшение, да, ключевое слово в качественном результате. Не менее 80% дезадаптированных подростков отметят улучшение отношений с родителями. То есть и родителям хорошо, и детям хорошо. Насколько хорошо? Не менее 80% улучшится. Как мы будем это измерять? Да? Инструменты оценки. Через анкетирование родителей через 2 недели после семинара и анкетирование подростков через 2 недели после семинара. То есть прописываем инструменты оценки для себя. Вот эта логика понятна, да? И мы можем теперь конкретизировать нашу задачу, исходя вот из прописанных количественных и качественных результатов. То есть вот эти количественные данные мы можем непосредственно в текст задачи включить. Так, по каким критериям мы оцениваем раздел «Оценка и отчетность»? Должно быть ясно, как мы предполагаем оценить, достиг ли проект цели, как будем контролировать процесс выполнения проекта,
Каков план оценки степени достижения цели, то есть насколько точно достигнуты цели. Каков план оценки и корректировки метода в процессе выполнения проекта, то есть как будет контролироваться процесс выполнения проекта. Должно быть достаточно ясно, кто будет проводить оценку и как эти люди либо организации будут отбираться. Должны быть четко установлены критерии успеха проекта, описывается, как будут отбираться данные и процессы их анализа, объясняется, какие способы анализа будут применяться, например, ревизии, инспекции, вопросники, и указывается форма отчетности. Так, есть ли вопросы по этому разделу? Так, у Светланы вопросов нет. Угу. Так, хорошо. То есть пока все понятно. Ну, как мы уже говорили, да, не всегда этот раздел обязательно должен присутствовать в заявке. Конкурсной документации, которую предоставляет Министерство просвещения, там этот раздел обязательным не является, но если вы пропишете хотя бы в 2-3 абзацах, как вы будете это осуществлять, то это будет большим плюсом к тому, чтобы ваша заявка была одобрена. Далее идем. Следующий раздел нашей заявки – это дальнейшее финансирование, или еще его называют иногда устойчивость проекта. То есть здесь мы должны представить разработанный реалистично, учитывая окружающую обстановку, план. И именно в этом разделе мы описываем, может ли быть продолжена деятельность по завершении гранта. То есть вот на этот год вам финансирование выделили, а как дальше будет развиваться ваш проект? Как эта деятельность будет обеспечена с финансовой точки зрения, то есть, например, за счет ваших собственных средств? Каким образом вы будете использовать достижения и знания, полученные в ходе реализации проекта? Будете расширять, допустим, да, на другие категории населения, и как будет развиваться программа дальше. И вот здесь, если у вас есть какие-то договоренности с организациями, со структурами, соглашения, да, на продолжение деятельности, то их следует перечислить. Если же не предполагается продолжение деятельности по завершению проекта, то вы показываете, как будете использовать те знания и опыт, которые вами приобретены в ходе проекта, как изменившаяся ситуация повлияет на бенефициариев и так далее. Ну и здесь нужно помнить, что наилучший план будущего финансирования – это тот план, который не требует последующей поддержки от грантодателей. То есть вам надо показать, что вы самостоятельно дальше этот проект будете развивать и будете его продолжать. То есть здесь нужно указать, как и за счет каких средств вы будете продолжать деятельность по окончании финансирования, полученного в рамках проекта. И основные критерии оценки этого раздела: должен быть представлен конкретный план финансирования в будущем, должны быть описаны, будут ли получаться средства из других источников и как именно. Заявитель минимально полагается на дальнейшую поддержку донора, грантодателя, и имеются рекомендательные письма и письма поддержки. Так, здесь вопросы есть? То есть мы должны прописать, как наш проект будет далее развиваться при отсутствии грантовых средств. То есть мы должны закупить все необходимое оборудование, чтобы дальше, да, мы могли с этим оборудованием работать, полагаясь уже только на свои собственные средства. Так, хорошо. Дальше следуем мы с вами. Смета проекта или бюджет. В этом разделе нам важно определить временные рамки бюджета. То есть вот здесь очень важно показать, как вот тот комплекс работ или методов, которые мы с вами прописали в разделе «Методы», будет финансироваться. То есть шаг за шагом мы должны показать, как будут использоваться средства на протяжении реализации нашего проекта.
Действительно, этот раздел является для нас с вами самым сложным, поскольку здесь нужно много чего учесть. Да? Нужно учесть в том числе и возможные последствия инфляции. Необходимо учесть задержки с выплатой средств. У нас в практике было такое, что заявку мы подавали летом, а грантовые средства пришли только в декабре. И нам надо было все срочно реализовать, но тем не менее мы смогли это сделать. Иногда грантодатели разрешают переписать график, да, с учетом того, что была задержка с выплатой средств, и для того, чтобы в отчете, да, мы четко выдержали сроки реализации проекта. Иногда такой возможности нет, да, поэтому вот при планировании нужно эти обстоятельства тоже учесть, что иногда придется что-то делать сначала за свои собственные средства, а потом покрывать их уже за счет поступивших средств финансирования по гранту. Это тоже важный момент. И очень важно, чтобы здесь мы указали не только те средства, которые мы просим, запрашиваем у грантодателя, но и другие источники финансирования, софинансирование и собственный вклад. Вот мы с вами смотрели конкурсную документацию, давайте еще раз мы к ней обратимся. Включу демонстрацию рабочего стола. И здесь, в этой конкурсной документации, видно, да, очень четко прописаны требования. Вот. В первом пункте обязательными условиями конкурсного отбора являются обеспечение софинансирования мероприятий, на реализацию которых предоставлен грант из внебюджетных источников, и обеспечение софинансирования указанных мероприятий за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, на территории которого находится получатель гранта. И прописывается рекомендуемая сумма гранта в составе проекта. То есть вот этим требованиям необходимо четко следовать. Если вы видите, что средств явно недостаточно, то можно привлекать труд добровольцев и также просчитать те средства и услуги, которые ваша организация или другая организация может предоставлять бесплатно. Ну, например, в рамках проекта по поддержке школ с низкими образовательными результатами, школ, функционирующих в сложных социальных условиях, мы многие виды работ записали как те виды работ, которые мы осуществляем в рамках своей основной деятельности, да, то есть бесплатно. Коллеги эти виды работ осуществляют. При этом мы должны помнить, что смета отражает нашу с вами программную деятельность, и ее нельзя рассматривать отдельно от текста заявки. Очень важны для сметы аккуратность расчета, да, то есть отсутствие арифметических ошибок, приведение обоснований, приведение аргументов и подтверждающих документов. Вот об этом дальше сейчас поподробнее мы с вами поговорим. Какие основные разделы сметы мы с вами можем зафиксировать? Во-первых, конечно, это оплата труда. И здесь мы можем включить оплату труда штатных сотрудников и привлеченных специалистов, экспертов, консультантов. И также отдельной статьей включаются обязательные налоги и отчисления с фонда оплаты труда. Очень важный момент. Многие об этом бывает забывают, о налогах и отчислениях с фонда оплаты труда, и потом возникают проблемы при расчетах с сотрудниками. То есть эти два момента в оплате труда обязательно нужно предусмотреть. Далее может быть в смете раздел «Основные прямые расходы». Что сюда мы можем с вами включить?
Это может быть аренда помещений. Например, это аренда офиса под деятельность проекта, если это необходимо. Это могут быть помещения для проведения мероприятий, семинаров, круглых столов, выставок и так далее. И здесь мы должны очень четко указать систему расчетов. Для аренды офиса это стоимость аренды 1 квадратного метра, общая площадь помещения и количество месяцев. На длительный срок, да, когда мы арендуем помещение. А для других мероприятий это стоимость аренды в час либо в день и количество часов в день. Вот, например, в прошлом году в рамках мероприятий по поддержке школ с низкими результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях, мы проводили хакатон молодых педагогов. Проводили мы его в июне в этнопарке в селе Иб. И здесь нам необходимо было в смету заложить как раз-таки вот аренду помещений, исходя из стоимости аренды в час и количества часов. И также мы здесь заложили транспортные расходы и расходы на проживание и питание участников проекта. Также важной статьей расходов, в основных прямых расходов может быть оборудование, то есть приобретение оборудования, либо аренда оборудования. Лучше, конечно, оборудование приобрести для того, чтобы вы могли потом прописать устойчивость вашего проекта, да, что приобретенное оборудование будет вами использоваться в дальнейшем. И здесь тоже важно прописать стоимость каждой единицы оборудования. Бывает, что в конкурсной документации включается рекомендуемый список оборудования с теми техническими характеристиками, которые необходимы, да, и тогда вы именно на него и будете ориентироваться. И конкурсная комиссия будет оценивать именно соответствие вашего списка оборудования, заявленного в смете, вот тому рекомендуемому списку оборудования или инфраструктурному листу. Об этом тоже важно помнить. Также стоит предусмотреть транспортные расходы. И в описании вы прописываете, на какие поездки эти транспортные расходы у вас пойдут, для каких участников проекта. И вы должны рассчитывать стоимость проезда на основании фактически собранной информации. Да? То есть в обосновании сметы по каждому пункту вы это будете прописывать. Стоимость проезда, допустим, от Воркуты до Сыктывкара составляет столько-то железнодорожным транспортом, и именно столько вы для участников проекта, которые должны будут приехать к вам из Воркуты в Сыктывкар, закладываете. Также еще одной статьей прямых расходов может быть проживание и питание. И здесь вы тоже четко должны обосновать, на какое питание, на какое проживание, для каких участников проекта у вас эта статья пойдет. И на основе фактически собранной информации следует прописать стоимость проживания и питания. То есть вы можете привести данные, да, о средней стоимости, допустим, проживания в гостинице города Сыктывкара, и это будет обоснованием для соответствующей статьи расходов. Также можно предусмотреть издательско-полиграфические работы. Например, в рамках проекта вы предполагаете провести конференцию и издать сборник трудов конференции. Да? Вот тогда это вы прописываете расходы на издательско-полиграфические работы. Тоже большая достаточно статья расходов, и здесь тоже необходимо будет обосновать, почему именно такую сумму вы выделяете. Важный пункт расходов – это связь и почтовые расходы. Здесь необходимо будет сделать расчет по месяцам и по объему пересылки. Также в этом разделе можно предусмотреть средства на использование электронной почты, интернет. И здесь предоставляем в качестве обоснования прайс-лист провайдера. Ну, например, в рамках проекта по поддержке семей, имеющих детей, Республиканского консультационного центра, мы заложили приобретение сотовых телефонов, приобретение планшетов и оплата вот как раз электронной почты, интернета, потому что мы оказываем дистанционные консультации, да, и выездные консультации. И там это все нам будет необходимо.
И кроме того, у нас горячая линия работает круглосуточно, и вот сотовый телефон, он как раз привязан к этой горячей линии, и сотрудники консультационного центра могут отвечать на звонки круглосуточно. То есть все это мы в обосновании сметы прописываем. Также в основные прямые расходы мы можем заложить канцелярские товары и расходные материалы, например, бумага, картриджи и так далее. Да? То есть все это тоже мы обосновываем, почему именно столько, зачем, куда мы это будем расходовать. Да? Например, если бумагу закладываем, то бумага, например, может пойти нам на издательско-полиграфические работы, либо на распечатку каких-то методических материалов, допустим. И также важная статья в основных прямых расходах – это приобретение учебных материалов или печатных изданий. Тоже мы это прописываем. В качестве учебных материалов могут выступать и, допустим, электронные какие-то издания. Тоже мы это можем предусмотреть в нашей смете расходов. Но, как правило, эти разделы сметы, они вопросов у грантодателей не вызывают. А вот статья, раздел «Непрямые расходы», их сложнее бывает обосновать, но тем не менее они тоже могут иметь место в нашей смете. Да? Это расходы, которые трудно связать с какой-то конкретной деятельностью по проекту, но они бывают необходимы для реализации проекта. Например, банковские услуги, и не более 10% можно заложить на непредвиденные расходы. То есть если вдруг повысится стоимость аренды, да, если вдруг повысится стоимость оборудования, проживания, питания и так далее, то это может быть перекрыто вот из этой статьи. Так, вот таким образом основные разделы сметы могут быть сформированы. И сейчас мы обратимся с вами к конкурсной документации, посмотрим, как там, какие есть рекомендации по формированию сметы проекта. Так, видно, да, страничка конкурсной документации. Вот мы увидели, да, что рекомендуемая сумма гранта не должна превышать указанной стоимости. И далее в самом конце есть рекомендации по составлению сметы. Вот, например, да? Рекомендуется распределить бюджет проекта по статьям расходов и источникам финансирования. Источники финансирования, средства гранта и средства бюджета субъекта – это бюджетные источники, и внебюджетные источники – это собственные средства общеобразовательной организации. Тут рекомендуется планировать, направлять расходование средств на создание, внедрение, апробацию, тиражирование продуктов инновационной деятельности. Все расходы должны быть реализованы по целевому направлению в рамках реализации проекта. К бюджету проекта должно быть приложено обоснование по каждой статье расходов с описанием необходимости и целесообразности расходования данных средств. И здесь представлены следующие разделы. Это выплаты персоналу, закупка работ и услуг. Вот обращаю ваше внимание, коллеги, если вы будете привлекать кого-то по договорам гражданско-правового характера, то это пойдет именно в этот раздел. Закупка работ и услуг. Да? То есть вы закупаете услуги, поскольку у вас там идет акт выполненных работ, то, соответственно, в этот раздел эти расходы пойдут. Опять же, не забудьте налоги и отчисления. Да? Закупка непроизводственных активов, нематериальных активов, материальных запасов, основных средств и прочие направления расходов, в том числе командировочные расходы. Ну, как правило, в конкурсной документации, которая предлагается Министерством просвещения, основные статьи расходов чаще всего прописываются, и именно в рамках этого мы указываем суммы соответствующие, количество единиц и источник финансирования указываем. Так, что еще здесь по бюджету? Сейчас посмотрим, может быть, что-то еще есть, какие-то рекомендации. Вот здесь еще раз эта табличка представлена. И
конце методических рекомендаций более подробно описано. Итак, вот таким образом мы прорабатываем бюджет проекта. Если нету проекта, обращаю внимание, что очень важно каждый пункт обосновать. Обоснование должно быть убедительным. И бюджет можно оценить по следующим критериям. Должны быть четко разграничены средства, получаемые от донора и из других источников. Вот мы видели, да, в табличке, там в последнем столбике четко указан пункт, да, из какого бюджета, из федерального, из республиканского, либо это ваши собственные средства. Бюджет должен соответствовать описательной части заявки. То есть вот те мероприятия, на которые мы планируем, они должны быть описаны как раз вот в обосновании бюджета. Да? То есть вот эти средства нам необходимы для реализации таких-то мероприятий нашего проекта. Сумма бюджета должна быть достаточной для обеспечения всех работ, указанных в описательной части заявки. Ну, либо, если недостаточно, мы уже отметили, да, привлекаем добровольцев, волонтеров, да, которые будут бесплатно реализовывать эти пункты плана. Бюджет должен быть подробным. Бюджет должен включать все статьи, финансируемые донором, то есть обязательно указать все статьи, на которые вы расходуете средства гранта. Включать все статьи, финансируемые из других источников, в том числе из собственных ресурсов. Включать все виды работ на добровольной безвозмездной основе желательно. Отделять расходы на пособие и налоги от заработной платы. Тоже важные моменты, о которых мы с вами говорили. Включать оплату консультантов и других работников по контракту, по договорам, да, гражданско-правового характера. Отделять оплату труда от прочих прямых расходов. Включать все непрямые расходы, если это нужно. И учитывать текущий уровень инфляции. Вот таковы основные критерии оценки бюджета. Коллеги, по бюджету есть ли какие-то вопросы? Вопросы по бюджету. Вот с чем были связаны те сложности, о которых вы в самом начале нашего сегодняшнего занятия говорили? Что сложно сформировать смету, сложно сформировать бюджет. Пожалуйста, в комментариях обозначьте. Так, вот вопрос от Полины Михайловны. Возможно ли средства собственные и грантовые только без бюджетных? Ну, грантовые средства, они же выделяются либо из бюджета грантодателя, да? То есть они, по сути, будут бюджетными, в зависимости от того, как у вас в соглашении будет прописано. Расчет зарплаты волонтеров. Угу. Так, еще какие вопросы? То есть здесь мы опираемся на требования конкурсной заявки, да, на требования конкурсной документации, на положение о гранте. А там прописано, какие средства должны быть предусмотрены. Обязательно ли только грант, либо обязательно привлечение собственных средств, небюджетных средств. Но даже если там не указано, что привлечение собственных средств обязательно, для того, чтобы повысить статус своей заявки, вы можете описать, что вы готовы привлечь свои собственные средства. Это будет плюсом к вашей заявке. Чем больше сумма привлеченных вами средств собственных, тем выше вероятность, что ваша заявка будет одобрена. При условии, что все остальное у вас прописано. Расчет зарплаты волонтеров. Здесь мы берем за основу те виды работ, которые выполняют волонтеры, сопоставляем с теми затратами, которые мы бы понесли, если бы мы платили за этот вид деятельности. И вот будет ваш расчет зарплаты. Вы можете прописать, допустим, что вот именно зарплата волонтеров идет из ваших собственных средств.
Может ли в смету не включаться заработная плата? Иногда в условиях конкурсной документации прописано, что средства гранта не могут идти на заработную плату. Поэтому, да, может не включаться. То есть нужно читать требования документации. Как правило, там прописывается, на какие статьи средства могут быть расходованы, на какие нельзя расходовать. То есть если вы выполняете все виды работ в рамках своих основных должностных обязанностей, то да, можно не включать заработную плату. Но тогда вам надо будет показать, как вы это делаете в рамках своих должностных обязанностей. Еще вот заработная плата может не включаться, если все ваши привлеченные товарищи по проекту, исполнители по проекту, они работают на основе договоров гражданско-правового характера, да, и тогда это будут уже оплата услуг, оплата работ услуг. Здесь тоже такой очень тонкий момент. Нужно четко читать конкурсную документацию, и в любой момент всегда вы можете обратиться к грантодателю для уточнения тех или иных положений конкурсной документации. Как правило, всегда контакты оставляют, и можно звонить, можно писать, и коллеги отвечают на вопросы. Пожалуйста, еще вопросы какие есть по бюджету? Так, ну, если еще вопросы будут появляться, можете писать в чате, либо во вкладочку «Вопросы». Так, а мы с вами приближаемся к завершению. У нас последний слайд. Это приложение и дополнительные сведения. То есть в зависимости от того... Да, вот Марина Николаевна тут предлагает для волонтеров хотя бы благодарности заложить. Да, возможно, возможно. Итак, какие еще приложения и дополнительные сведения могут быть у нас представлены в рамках конкурсной заявки? Да? Но в зависимости от требований конкурсной документации, это может быть анкета участника конкурсного отбора или опыт организации, это может быть сопроводительное письмо. Ну, сопроводительное письмо, оно в любом случае будет необходимо, да, даже если в требованиях конкурсной документации его нет. Это, как правило, бывает требование документа, подтверждающего обеспечение софинансирования. То есть руководитель организации пишет, что готов софинансировать из средств организации, либо это может быть документ, который подтверждает, что средства из бюджета республиканского, да, выделяются на софинансирование проекта вашего. Как правило, требуется выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, справка налогового органа, могут запросить копию учредительных документов, могут быть запрошены документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора. То есть это вот те дополнительные документы, которые могут быть запрошены. И, как правило, в конкурсной документации Министерства просвещения они запрашиваются. Сейчас мы заглянем и посмотрим, что еще дополнительно, какие документы требуются. Также очень важный момент – это представление научно-методического кадрового потенциала организации либо участников проекта. Здесь мы с вами указываем, кто конкретно будет привлечен к выполнению ваших работ по проекту. Также это может быть календарный план или план-график, и это могут быть письма поддержки. В зависимости от конкурсной документации, от ее требований, могут быть те или иные дополнительные сведения и приложения. Заглянем в конкретную конкурсную документацию. Сейчас переключу демонстрацию рабочего стола. Так, включилось, видно.
Итак, вот отдельный пункт – требования к составу заявки. В составе заявки должны быть представлены титульный лист, оформленный согласно приложению, опись документов, сопроводительные документы, сопроводительное письмо об участии в конкурсном отборе, требования к нему тоже прописаны, должна быть печать, подпись руководителя организации, информация об участнике конкурса согласно приложению. Далее документы участника конкурса, учредительные документы, копии устава, свидетельство об аккредитации, лицензии на осуществление образовательной деятельности, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. Обратите внимание, сроки указаны. Эта выписка должна быть получена не ранее 6 месяцев до дня размещения на сайте Министерства объявления о проведении конкурсного отбора. Декларация о соответствии участника конкурса установленным единым требованиям, тоже форма прилагается. Согласие учредителя участника конкурсного отбора на участие в конкурсном отборе. Документы, подтверждающие полномочия лиц на осуществление действий от имени участника конкурса. Например, приказ о назначении директора или об утверждении на должность и так далее. Далее, описание проекта, вот то, о чем мы с вами сейчас так долго говорили, или концепция выполнения работ, включающая перечень видов работ с описанием, документы, подтверждающие представленные сведения квалификации участника конкурса, финансово-экономическое обоснование, планируемые результаты, описание способов тиражирования результатов реализации проекта. Смотрите, требования есть к объему. Объемом не менее 10 и не более 30 страниц формата А4 без приложений. Поэтому вот здесь есть небольшая хитрость. Да? Если вы никак не укладываетесь в 30 страниц формата А4, а это действительно бывает иногда очень сложно, если грамотно все разделы составлять, то можно кое-что перенести в приложение. Далее документ. Справка, подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подтверждающий исполнение высшим исполнительным органом государственной власти субъекта обязательства по софинансированию мероприятий. То есть вот это вот очень важный пункт, который не всегда соблюдается и из-за отсутствия которого отклоняется заявка. Иногда бывает, что вроде бы документ подписан высшим должностным лицом, но не тем. Допустим, подписан министром, а должен был подписан заместителем председателя правительства. Это тоже ошибка, из-за которой техническая экспертиза не проходит. Далее, это гарантийное письмо руководителя организации о наличии софинансирования, копии документов, подтверждающих полномочия лиц, подписывающих заявку, письмо уведомления о том, что организация не находится в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства, согласие органа государственного общественного управления на реализацию плана программы, иные документы и сведения предоставляем участникам конкурсного отбора. И, кроме того, есть требования к оформлению. Как правило, в бумажном и в электронном виде требуется заявка. Электронная версия должна полностью соответствовать бумажной. Требования к шрифту, как мы уже говорили. Да, и вот здесь указано, где можно получить разъяснение по оформлению и заполнению заявки. И далее уже непосредственно в самой концепции заявки мы можем увидеть, что еще необходимо будет представить. Обоснование темы проекта, программа инновационной деятельности, состав работ. Это нам все понятно. Ожидаемые результаты тоже, в принципе, понятны. План-график, материально-техническая база, бюджет проекта. Вот квалификации экспертов. Здесь мы прикладываем резюме конкретных специалистов с указанием данных, подтверждающих уровень квалификации в области инновационной деятельности. С описанием опыта работы, списком публикаций.
как мы уже говорили, да, участие в конференциях, список публикаций, наличие степени и звания здесь имеет значение. И дополнительные сведения в данном проекте: количество обучающихся в образовательной организации, количество учителей, количество персонала. Вот очень важный момент – опыт выполнения или участия в выполнении организации участникам конкурса масштабных общероссийских и межрегиональных инновационных проектов по направлению конкурсного отбора за последние 5 лет. То есть это тоже важный момент, на который конкурсная комиссия обращает свое внимание. То есть чем чаще, чем больше вы участвуете в различных проектах, даже в статусе соисполнителя, тем больше баллов вы сможете заработать. Так, и вот здесь еще требуется такая табличка: данные о качестве образования общеобразовательной организации. Уже как дополнительные сведения. То есть в каждой конкурсной документации могут быть свои запросы. Итак, коллеги, есть ли еще какие-то вопросы по сегодняшней тематике? Завтра мы с вами поговорим о том, какие ошибки чаще всего допускаются при формировании заявок на гранты, как этих ошибок можно избежать. Еще потренируемся в формулировке основных компонентов заявки и рассмотрим, по каким критериям конкурсная комиссия оценивает грантовые заявки. Так, и сейчас мы еще раз вернемся к заданию, которое идет у нас для участников курса повышения квалификации. Самостоятельная работа 18 июня. С теми, кто не участвует в курсах повышения квалификации, мы можем до завтра уже попрощаться. Если хотите, вы можете также это задание выполнить. Для вас оно не обязательно. Так, уважаемые коллеги, у нас с вами во вкладочке «Вопросы» есть ссылка «Самостоятельная работа 18 июня». По этой ссылке мы с вами попадаем в та форму. Так, сейчас я ее еще раз открою. Включу демонстрацию рабочего стола. Так, видно, да? То есть это форма, в которую вы должны будете прикрепить выполненное вами задание. Вы можете выбрать либо первый вариант, либо второй вариант. Если у вас есть готовая заявка, вы ее можете проанализировать в соответствии с теми требованиями, о которых мы сегодня говорили, да, о которых будем говорить завтра. Можете ее откорректировать, внести необходимые изменения, например, обоснование проблемы, формулировку целей, задач, и сформировать файл с описанием фрагмента концепции заявки. Да, то есть что нас с вами будет интересовать? Это обоснование проблемы, это цель, это задачи, это методы или виды работ и ожидаемые результаты. То есть фрагмент концепции заявки. Полностью всю заявку нам не надо. И прикрепляем его к данному вопросу. Нажимаем на кнопочку «Добавить файл», и этот файл у вас прикрепится. Если у вас готовой заявки нет, либо если вы не хотите с ней работать, то вы можете взять вот ту конкурсную документацию, с которой мы сегодня работали. Ссылка именно на нее идет по последнему конкурсу, объявленному Министерством просвещения, и проработать соответствующие разделы. Сейчас посмотрим, какие именно разделы нужно будет проработать. Тоже формируете файл с описанием фрагмента концепции, прикрепляете и нажимаете «Отправить». Заполняете также все предыдущие поля.
сейчас переключимся на конкурсную документацию, с которой вы можете работать. Так, вот здесь у нас, да, заявка. Вот, приложение 5. Концепция выполнения работ. Отсюда мы берем обоснование темы проекта, формулируем. Программа инновационной деятельности, общее описание целей, задач, перспектив реализации проекта, описание продуктов инновационной деятельности целевых групп, на которые они ориентированы, состав работ в рамках реализации проекта и ожидаемые результаты. То есть достаточно вот этого фрагмента. Если хотите поработать еще над планом графиком, над материально-технической базой и бюджетом, можете это сделать. Достаточно будет обоснование темы, программа инновационной деятельности, состав работы и ожидаемые результаты. Итак, коллеги, есть вопросы по самостоятельной работе? Так, у Веры Григорьевны вопросов нет. Замечательно. У Светланы вопросов нет. Хорошо. Наталья Юрьевна тоже вопросов нет. Все понятно. Так, у нас 8 человек, кто должен обязательно выполнить это задание. Так, Гузель, вопросов пока нет. Хорошо. Так, Ирина Николаевна, вы еще с нами? Ирина Николаевна? Так, Тамара Ивановна, вопросов нет. У Марины Николаевны вопросов нет. Хорошо. Так, Елена Николаевна, вопросов нет. Еще у нас Ольга Владимировна и Ирина Николаевна не обозначились. Ну, если вдруг вопросы будут появляться, завтра мы с вами сможем это обсудить. Кроме того, можете вопросы через организаторов переадресовать, они мне перешлют. Так, коллеги, спасибо за активную работу. Желаю успешно справиться с написанием проекта фрагмента концепции заявки. Ну и, конечно, успешных вам заявок. И по возможности завтра приходите в это же время. Еще поработаем. Спасибо всем за участие. До завтра.